показывая свое лицо, зайди в эфир, скажи, если ты знаешь достоверную информацию. Если не знаете, держите рот на замке. Не нужно обвинять. И так, и без вас достаточно людей, которые обвиняют нас. Очищая себя от любой скверны, я принципиально, честно сказать, по этому вопросу сделал только один пост. Вы видели, да? Дальнейшую развязку обстановки, что произошло, как произошло, какие были там инциденты. Я не стал их как бы дальше вести там, поскольку уже столько людей хайпануть на этом решили. Для меня не было важно поймать на этом хайп. Мне было важно довести до людей, что есть неприятные вещи, которые доходят до нас, и причем не в первый раз. Я все четко изложил в своем посту. Честно скажу, это честно не в первый раз мне приходит. Было еще минимум 4 инцидента. Видео мне скидывали, когда сделали такое табешное движение. Но я не стал этого, хотя спортсмены некоторые просили опубликовать. Я не стал, и спортсмены, и другая тема там была. Я не стал их публиковать, вот, и показывать. И вот я хочу вам сейчас показать одно видео, которое закинули. И сказали, что это якобы в месяц Рамадан. Так вот, это видео, увидели надпись, закинули, что купчи в Извинистане, короче, и так далее, и тому подобное. Нарнийским хачаялистам я хочу заявить, возможно, вы не знали, возможно, вы не подразумевали, но благо, опять же повторюсь, вы подтвердили слова Яковлева, который четко описал в своей книге, кто же купчики. И мы не знали, что из Венестана это у вас этот инцидент не в Чечне. В Чечне никакого ажиотажа по ананасам не было в этом году, ни в одном месте. Ананасы продавались везде, их было достаточно. Этот инцидент произошел в другом соседнем регионе. Я не буду говорить, кто и как, но вы лишний раз только себя опозорили. Не более или не менее. Не больше и не меньше. Вот. Поэтому, прежде чем вы... И такого инцидента в Чечне не было. Да, что бы то ни было, я не если вы про это хотите, пойдите к своему генералу стратегического назначения, да, там, да, он вам расскажет, где это было. Кстати, он говорил и оправдывал по этой теме, что это вот. Что касается вопроса видео, которое мне прислали, опять же, Русик немножко по ходу долбанулся, но в любом случае я не стал сразу реагировать на это. Что касается вот этих рассказов, мол, я ехал на автобусе, там мне одна чеченка сказала, что мы там, она сказала, вот я не понимаю вас, ингушей, там ваши дети на Мархнеш, там просят конфеты. Вот эту ерунду Русик, который опять же попытался раскрутить касаемо чеченцев. Да. Да. Сих Аливал.
Sayın Spaka efirawi вот я хавардуэн. Вот. Вопрос по этому поводу. Это праздник, это дети, то, что им дают конфеты, то, что они собирают, где бы это ни было, в любых мусульманских республиках. Здесь в этом ничего такого нету. Не вижу ничего позорного в этом. И ни одна нормальная женщина, которая ехала с Русланом Бузуртановым, которая вновь и вновь говорила там что-либо подобное, чтобы там рассказывала такого, я не знаю, с какой она республики была. Насколько я знаю, всегда по мере возможности после войны, даже во время войны, детишки ходили на мархниши, раздавали и конфеты раздавали, Дейлю Асаган, и никто в этом никогда не упрекал. Единственное было, что там муллы и мамы говорили, что чересчур не нужно там исрафом заниматься, там, чтобы простые люди не могли себя обременять этим. Что касается другого вопроса, то, что это такая чушь, рассказывают, что у нас... Я не буду, конечно, вмешиваться, но кратко скажу, что там этот Мархниш, это наш древний праздник и так далее. Там, никакого древнего праздника, который он говорит, Мархниш, там, ходить друг к другу в гости, этого никогда не было. Запомните. То, что он рассказывает, это, во-первых, это праздник весны есть, и казахов есть, и у них есть, Наурuz, кажется, он называется, да? Там разные, там, столб обмазывают, там, подарки вешают. А то, что он рассказывает, ходили вокруг дерева, вот это праздник, который так называемый праздник, его отмечает, это считается языческим праздником, это новогодний праздник. То, что обвешивали дерево разными, там, козлиной головой, там, и так далее, и тому подобное. Это языческий культ. То, что он рассказывает, опять же я вам говорю, это ерунда. Да, безусловно, в древности, опять же, что касается, это времена джахилии, это времена язычества, эти культы были, вызывание дождя, там, и так далее, и тому подобное. Калита, вот это калидование, да, вот это те калитования, вы знаете, да, новогодние, там, 7-7, поздравляем, с Новым годом поздравляем. Открывайте сундучки, подавайте пятачки и так далее и тому подобное, там что-то давали, конфеты, или же там давали выпить и так далее и тому подобное. Рашмаг спрашивает: Башлам, ты в Грозном встретил Артема Плата? Нет, я в Грозном Артема Плата не встречал. Видео меня скидывали. Но я надеюсь, по крайней мере, те видео, которые мне скидывали, уберем некоторые нюансы, но в остальном я думаю, что он понял. Я никогда его не звал, не призывал, и мне дела до него нету. Если он занимается своим регионом, там, кто там с ним дружит, занимается историей Ингушетии, мне без разницы. Если бы он занимался историей России, в принципе, и затронул бы непосредственно взаимоотношения России и Чечни, в этом случае я бы мог бы вести с ним дискуссию, дебаты. Мне он ничего, кроме вот этих оскорбительных пабликов, но он говорит, по крайней мере, в вчерашнем видео, которое я видел, он говорит, что его ввели в заблуждение, стравливали и так далее и тому подобное. Ну, опять же, когда он ко мне написал в директ, что кто-то его оскорбляет, я ему сразу сказал, что мои подписчики, никому дела нету, если ты не затрагиваешь историю Чечни. Если ты не хочешь, чтобы тебя травили, заходи ко мне в прямой эфир, на стрим, и мы поговорим и посмотрим. Я ему рассказывал, что там Ермолов уехал в мою Чечню, Деникин, 18 тысяч. Я открыл книгу Ермолова, пролистал, все ему рассказал. Его ввели в заблуждение, кто ему этот текст написал, кто ему что сказал, я не знаю.
Да. Если бы я знал, да, что он в городе, я бы, конечно, бы встретился с ним. Но, опять же, для цивилизованного общения, ну, раз человек не захотел, там, кто-то что-то там ему рассказал, мало ли, всякие норнийцы здесь лазят. Вот, ну, вроде парень приехал, пообщался, некоторые ребята с ним встретились, я так понимаю, обещали ему там его свозить, то ли в горы к нам в Хайбах показать, там, что там в горах у нас. Я надеюсь, он сдержит свое слово, приедет и поедет в Горную Чечню. Вот. И если он поедет, у него будет прекрасная возможность увидеть, сколько башенных комплексов есть в Чечне, какова форма башенной культуры в Чечне, какие у нас петроглифы. Я бы, допустим, алейкум ассалам, я бы, допустим, показал бы ему для сравнения кладку, какие башни, чтобы он просто для себя. Я не прошу, я понимаю, что если он будет делать какой-то анализ, вывод из этого, сделает эфир, что как-то может это негативно сыграть на его деятельность. Возможно, я не говорю, опять же, не утверждаю. Но пускай посмотрит, пускай поймет, что башенные комплексы, которые есть в Чечне, которые до сих пор многие понятия не имеют, что мне говорят, а у вас разве есть башенные комплексы? Особенно, когда я закидываю посты про наши дзурдзукские, кистинские башни, это чеченские, Нохчи башни, я говорю. Какие они, структура камня он может посмотреть. Я бы ему рассказал, что по камню, как, ну, я не знаю, честно сказать. Вы задали вопрос, но я скажу так, у меня нету негативного отношения к нему. Просто мы исследуем, занимаемся историей Нохчи народа. Мы рассказываем о нашей истории, культуре, географии и так далее и тому подобное. И все вот это, когда человек со стороны нам рассказывает, не существует, несуществующие вещи, тогда мы говорим, если будет приглашение, если он захочет, я не знаю, совместно, хочет совместно или нет, если он хочет поехать туда, или прежде чем поедет туда, я встретился, если он не хочет, чтобы я вместе с ним поехал, я бы ему сказал, вот сравни, я не буду говорить ваша хорошая, наша, сравнить просто. А остальное, иншаллах, я с братьями должен сейчас, у нас есть кое-какой проект, затронет 4 региона. И забегать вперед не буду преждевременно что-либо говорить, но увидите. Я надеюсь, что вы поймете, о чем речь. То, что многие ученые, исследователи, археологи говорили, что башенные комплексы на границе, там, восточные башенные комплексы чуть-чуть отличаются от западных, западные там, от, грубо говоря, северных или южных, тут ничего такого нету. Вот и все. Почему я? Потому что, объясню, есть взаимоотношения, взаимовлияние. Но, опять же, мы не можем говорить о каких-то башенных комплексах с востока, потому что, как таковых, там нету никаких башенных комплексов почти что. А то, что есть, вы видели. Понятно, что человека вводят в заблуждение, и так из его эфира кажется адекватным человеком. Да, вполне возможно, да, я по его вот видеороликам, которые до меня дошли, вроде адекватный. Правда, я немножко не понял то, что он говорит, я боялся, многие говорили, что ты боялся. Ему нигде никогда в Чечне не угрожали. Единственное, что мы говорили, прежде чем говорить о нашей истории, поговори с нами. Вот. Никто тебя трогать не будет, никто. Здесь нормальные, адекватные люди, в принципе. Возможно, откуда он, с Барнаула или откуда он, я не знаю, с Сибири или Новосибирска, я точно не знаю. Да откуда бы он ни был. Видать, кто-то сел на уши, кто-то наговорил. Поэтому, посмотрим. Наверное, он, по крайней мере, говорит, что он осознал и понял свои ошибки. Надеюсь, что это так.
Просто я пишу, Башлам, он пока не поедет с тобой, у них древний цемент еще не высох. Ну, это уже с Краснодара он. Ну, если он с Краснодара, Краснодар, в принципе, недалеко. Он должен был знать, Краснодарский край, это вообще недалеко от нас. Я думаю, он более северно живет. Ну да ладно, откуда бы не было. Поэтому, если он заразится болезнью, или заразился болезнью, оскорбляя там, и так далее, и тому подобное, это не в его интересах. Тем более оскорблять чеченцев. Ничем это хорошим не заканчивается, ни для кого. Кто бы это ни был. Если там, возможно, видите, злой грузин, там этот, Изя, тоже там говорил, Кулумбеков, да? Кулумбекашвили, Дмитрий Кулумбекашвили. Он тоже там наезжал, в одном видео он показывает там какого-то дагестанского военного, там осуждает его, да вы воевали против чеченцев, вы такие мрази и так далее. И некоторые чеченцы, как ни странно, наши ночью, как же он сказал, как этот грузин. Я говорю, во-первых, он не грузин, мать грузинка, он осетин. Это раз. Во-вторых, это единственное видео, и то для хайпа он сделал этот трюк. Он патологически ненавидел чеченцев, или ему платили за то, чтобы он ненавидел чеченцев. Это мы все уже узнали. Он удалил свое видео, благо, будем надеяться. Сейчас появился еще один осел, который утверждает, что там чеченцы убивали грузин и так далее. Там, я надеюсь, кто-нибудь в Ютубе или передаст ему, где бы он ни жил, в Грузии, в Абхазии, мне без разницы. Если он мужчина, и если, тем более, если он грузин, пускай придет в эфир ко мне, мне это абсолютно не трудно, и расскажет мне, что сделали чеченцы грузинам, и что я расскажу ему, что сделали грузины чеченцам. И мы пропорциональность, соответственно, проверим. У нас очень хорошие взаимоотношения, в принципе, с грузинами. Упрекать друг друга места нету. Простые люди и соседствуют, и дружат. Нам никому ничего там вылизывать или говорить, вы наши братья, это нам смысла нету. Оказали ли чеченцы поддержку грузинам? Клянусь Всевышним Аллахом, оказали. В самые тяжелые моменты в жизни Грузии. Самые тяжелые. Я не говорю про древность, я говорю про современные. И многие достойные грузины это знают. Когда отправляли самолетами отправляли и муку, и сахар, и медикаменты, и многое другое. Поэтому я уже не говорю о Звяде Гамсахурде, первого легитимного президента Грузии, независимой Грузии. Как здесь. Я много видео закинул, для думающих грузин достаточно, как его хоронили. Ни одного президента Северного Кавказа и Закавказья Кавказа в Чеченской Республике с такими почестями никогда не хоронили. Пускай этим похвастаются, если они могут этого. Про Багратионе, про Гвишиани, про Берию, про Сталина я вообще молчу. Вот. Мы это прекрасно все знаем. Вот. Почему у нас нету как таковой? Я еще раз повторюсь. У нас были инциденты очень большие, были военные противостояния, были с кабардинцами. Кабардинцы владели почти что, без малого процентов 40-50, если не больше 60% плоскостной земли, когда чеченцы ушли в горы, до того, как произошла реконкиста. Плодородные земли, вплоть до Шали, Герменчука, вот до этой области. Правда, некоторые кабардинцы сейчас борщат и говорят, Гудермес был тоже наш и так далее и тому подобное. Но эти земли никогда не принадлежали кабардинцам. Эти земли никогда не были завоеваны кабардинцами. Эти земли были пустыми, и там были поселены некоторые поселения до тех пор, пока чеченцы не сделали реконкисту. Адыги имеется, кабардинцев нет. Черкесы, кабардинцы, адыги это одно и то же. Общее название адыги.
До тех пор, пока они, чеченцы, не начали спускаться. Многие, Гайбертлоев назвал, кабардинцы, отступили, ушли, оставили землю. Некоторые хорошие взаимоотношения, которые были чуть подольше, вплоть до Малой Кабарды, ушли. В некоторых местах воевали, не без этого, не только с ними. И вот во времена шейха Мансура уже произошла последняя реконкиста, когда уже окончательно были разбиты все, или убиты, или полностью лишили всех возможностей, так сказать, использовать чеченские земли. И это прекрасно знают. Лишили всех возможностей Умаханы, Нуцалы, Шамхалы и так далее и тому подобное. Во времена первого имама Кавказа. Прошу не путать. Это время, и только адыги добровольно оставили эти земли, ушли, потому что простые адыги были на стороне чеченцев. А вот князья, они не поддержали князей, и поэтому эти земли были освобождены. И наш брат Ислам задонатил, Ислам дал саадуэл, дал дукуахуэл. Вот. Благодаря вот таким действиям у нас и произошли, вот было много вариантов. В дальнейшем, в 19-20 веке, я вам рассказывал, как княжеские дети учились, исламу обучались там, и так далее, проживали в Чечне. Очень хорошие взаимоотношения с многими тейпами. Многие адыгские, во времена шейха Мансура, когда на Западном Кавказе шла война, когда нужно было уйти, когда дети воинов во времена шейха Мансура отправлялись сюда. И, честно сказать, никогда в жизни, сколько бы Черкези Олва или Ребертла, который проживает на Чечне, никогда никаких проблем не было. Что они есть, что нет, вот настолько одинаково культурный пласт, ни упреков, ни подлости с их стороны к нам не было. И ты, когда начинаешь смотреть историю, столетняя история войны, 100-101 год, кажется, воевали адыги, черкесы. Ну, не все. До того, как их почти 90% за море отправили, сколько они гибли в море, сколько их в рабство продали по всему миру сейчас. Черкесы и 90-95% не живут сегодня на своих землях. Это трагичная история. И мы знаем, что вот достойно, имеется в виду исторически, кто мог бы сказать, вот мы там воины, упрекать адыгейцев нельзя. Я к чему это сейчас от грузин адыгин? У нас нету никаких проблем, там пару даже высказываний, которые было, и то, что есть, мы можем поговорить и посмотреть. Есть моменты в истории, но таких противоречий, как таковых, нету в историческом плане. Какие могут быть противоречия с грузинами, кроме как упреки 92 года, в котором участвовал максимум до 70-80 человек? И какие упреки могут быть там от грузин, в котором там участвовали во время этой войны 2007 год, да? В каком году там? 4-й был, я не помню сейчас, чтобы не соврать. В котором участвовало, опять же, небольшое количество. И то это люди, это не вся Чечня туда пошла воевать. И не добровольцы туда пошли воевать. Это были профессиональные солдаты Министерства обороны. Что касается Министерства обороны России, вот в такой же царской армии, которая сейчас это Министерство обороны России, а в то время это была царская армия, вместе с ними грузины воевали на протяжении 20 лет, уничтожая чеченцев и всех там, дагестанцев, 2008, правильно. Они же воевали здесь. Каким образом сегодня мы, чеченцы, должны... вы воевали в то время на стороне царской России, во времена там Николая и того лишь тому подобное, воевали на нашей земле или убивали чеченцев, мы разве хоть раз упрекали в этом? Мы упрекали разве кого-нибудь? Нет, не упрекали. Мамса, эфиря, вон. Поэтому вот эти разговоры, которые там, вот мы хотели сказать, там сейчас вылез еще один
подражатели, я не знаю, откуда вы находите, мне его прислали 2-3 ролика, там прислали его настолько мразота, который пытается что-то сказать. То я просто диву даюсь. То они говорили, что во время Абхазской войны воевало 10 тысяч чеченцев на стороне России. Теперь оказалось, что в 2008 году, когда воевали в Грузии, там было тоже же 8 тысяч и так далее. Там, откуда вот эти сказочные, огромное количество человек, которые воевали в Грузии? Мне позавчера один рассказывает и говорит, там в Грузии очень сильно любят, там даже больше, чем чеченцев любят, осетины и так далее. Там, послушайте. Вы можете любить кого угодно, это право каждого человека. Мы никогда никого не заставляем любить, ненавидеть, дружить или нет. Но я хочу сказать так, если любит осетин больше, чем там чеченцев, грубо говоря, южных осетин, да, которые вот именно в Южной Осетии был этот инцидент. Надеюсь, вы не будете спорить в том, что в этой войне в 2008 году больше воевало осетин, нежели чеченцев. Но у вас же проявляется любовь к ним. Тогда какие упреки могут быть к чеченцам? И таких вопросов очень много. Исторически хочу сказать огромную благодарность грузинским историкам, профессорам. Они просто пух и прах разносят всех и вся вот эти сказки нарнийцев. Просто-напросто разнесли к чертовой матери. Единственное у них то, что происходит немножко неправильно, я не скажу неправильно, какое бы слово подобрать такое. Они немножко мешкаются в вопросах, когда говорят там дзурдзуки или кистинцы. Мешкаются как? Они говорят, и чеченцы, это правильно, и ингуши. Я не против этого. Вот в этом вопросе они, хотя некоторые профессора прямо говорят, и чеченцы, и ингуши. Понимаете? Или вайнахи говорят. Но более поздние, они начали говорить вайнахи. И начали говорить, вы представляете, Джавахашвили или Джанашвили, кто бы ни был, грузинские источники, которые рассказывают о древней истории. Эти нарнийцы спорят с профессорами, с докторами, которые имеют полностью целыми именами этих людей сделаны. Они говорят, эти грузины ошиблись. Есть один канал грузинский, Ибраим знает об этом. Я не буду сегодня ставить, просто сегодня немножко времени не хватает у меня. Просто в следующий раз вы напомните, я обязательно его поставлю. Так вот, они выкладывают касаемо Чечни и фольклора чеченского, и чеченской истории. И первый, кто там пишет, я попросил Ибрагима скинуть. Ибраим, если у тебя есть эти скрины, скинь мне, пожалуйста, их скинь на WhatsApp, чтобы я зачитал, чтобы людям было понятно, что пишут под грузинскими постами. Ибраим, связи ауё? Чтобы это не было голословно, чтобы я зачитал их прямо сейчас в эфире, я хочу вам показать, как некоторые вылизывают просто-напросто, извините мне, все места, которые можно вылизать, и оскорбляют, само собой, нас. Якобы говорящий на одном языке, имеющий одну кровь и так далее и тому подобное. То есть, само собой, не в лицо, а там где-то за липовым аккаунтом, сидя у себя дома или за пределами. Скинь мне, пожалуйста, Ибраим, в WhatsApp эти скрины. Я вам зачитаю, чтобы было понятно, о чем речь идет. Пока он скидывает, надеюсь, он сейчас найдет их, скинет. Так вот, эти профессора, они говорят, они ошиблись. Им очень сильно не нравится, что грузинские ученые в таком хорошем характере, все, так, пришли. Ага. Кстати, пост этот есть.
брат шейх задонатил. Шейх ДРС. Давайте я начну с самого начала. Занох Чичуэ. Написано. Вот такой донат прислал брат шейх. Шейх ДРС дал Сидуэль. Смотрите. Еще раз говорю. Ибраим, название профессора, имя скажи мне, чтобы я... чтобы было понятно, кому они пишут. Напиши мне название этого профессора, имя этого профессора. Я бы, чтобы всем было понятно, этот профессор рассказывает о древности нашего народа, о нашей мифологии. Он рассказывает, что у чеченцев священный тотем это был волк. Мы это слышали от нашего знаменитого и самого лучшего, одного из самых лучших историков Бакаева Хасана. Мы рассказывали, что тотем волка это наше, это чеченское. Он рассказывает об этом, он рассказывает о мифологии, он рассказывает о фольклоре, рассказывает, что на самом деле много не изучено. Очень хорошо, это видео я обязательно загружу, чтобы вы могли тоже это оценить и посмотреть. Сейчас просто-напросто очень много материала, но у меня сильные проблемы большие были. Я пытаюсь их решить, из-за этого часто не уходит. Этого доктор исторических наук, профессор Нугзар Антилава. Профессор, доктор исторических наук, профессор Нугзар Антилава. Послушайте, этот человек, видео, которое он закинул, я вам отрывками мы загрузим с Ибраимом. Ибраим, на наш сайт 3W, который Башлам, туда можешь полную версию с логотипом закинуть туда, хорошо? Он грузин. Он про чеченцев хороший написал. И комментарии под ними. Сами себе, аватарки сильнейшие. Аланка Алани пишет. Чачанам 300 лет от роду. И собраны из разных беглых дезертиров казаков и крепостных русских. Это пишет, само собой, наши соседи нарнийские. Дальше. Та же самая пишет. Может, хватит ингушскую историю перетягивать на чеченцев? Совести нет у вас. Собрались чачаны под разными никами и хотят очеченить ингушскую историю, наверное, там дальше не могу прочитать, потому что читать дальше надо открыть, это полностью сайт надо открыть. Дзурдзучка, первая царица грузинского государства Иберии, грузин пишет, Иберия, единый Кавказ, как понять эту идею? Дальше. Здесь там есть, так, это зачитал. Интересно, дальше слушайте. Интересно, и сколько же ему заплатили чеченцы, чтобы он озвучил этот бред, говорит. Как можно назвать историком, если его можно купить за деньги? То есть про профессора Нугзара он говорит это, послушайте. Как вам? Прекрасный пример того, как появляются исторические науки такие ляпы, как храм Нахчта. Их задело то, что в начале 14 века в Грузии есть упоминание народа Нахчи и храм Нахчта. Дальше слушайте, что пишет этот идиот, имбецил. Джанашвили просто взял, послушайте, это профессор, один из самых сильнейших, в честь него есть целый университет в Грузии. А этот, который имеет 3 класса образования, оскорбляет его и пишет. Просто взял, заменил одно слово нахпата на нахчта. И профессор, в кавычках, с умным видом рассказывает о христианстве в Чечне в 14 веке. Где вы, убогие писаки, видели, чтобы грузины брали у чеченцев деньги и... Так написано это же не в 20 веке, не в 21 веке. И это пишет все под грузинским аккаунтом. У грузинов это пишут. Понимаете? Дальше. В 14 веке
Так и здесь, говорит, один гаденыш взял из сборника ингушских нардских сказок текст и написал сверху чеченские нардские сказки. И выпустил книжку в Грузии, говорит. Самое интересное, огромная благодарность тем, кто выпустил этот новчий фольклор. Он растиражирован во всем мире на английском, немецком, грузинском, русском языке. Аллаху алям, Всевышний знает, как я говорю, от всей души. Огромная им благодарность. То, что на многих разных языках это наши новчи. Я уверен, что они сделали это и распространили на весь мир. По крайней мере, этот профессор рассказывает об этом, что многие вещи сейчас... А книга напечатана не сейчас. Книга напечатана в 2001 году, если я не ошибаюсь. Там несколько тысяч на разных языках. Дальше. И выпустили книжку, говорит, в Грузии. Теперь очередные профессора рассказывают, как Сеска Солса рассказывают про Сеску Солсу, говорит. Противно, если честно, какая-то, запятая, не кавказская черта воровства, мелкое подлое крысятничество. Чеченцы, вам самим не противно от такой истории? Неужели Войга забрала из вас Войга забрала из вас лучших? Почему ни один чеченец не отписался и не сказал: стоп, я под это воровство не подписываюсь? Ну, есть здесь достойные братья. Спасибо тебе, автор. У тебя отличное видео, очень качественный перевод. Салам грузинам из Чечни. Дальше пишет, под ником Галга пишет: от самого себя не воняет, понюхай себя, позорище, побойся Аллаха. Вот. Дальше. Ингуши-мусульмане, альхамдуллах, были ранее под названием глигвы, гаргарейцы, кисты, с большой буквы, дзурдзуки, галгай, гилго. Кто не в курсах, Google вам в помощь. Тот, кто называет себя не тем, кем он есть, и был, грош ему цена. Дальше. Тут вы 10 500 убили, шой, ну, короче, и так далее, и тому подобное. Ну, короче, начинает писать под грузинским, где профессор грузинский пишет про интимные места женщин. Ну, SD парень пишет, короче. Вот такое. Интересно, и сколько же ему заплатили чеченцы, чтобы он озвучил этот бред? Как можно назвать... Ну, дальше. Спасибо. Так, это я зачитал. Вот такие комментарии оставляют под... Это только один пост. Только один пост, который я вам озвучил. Один. И их закинули, эти посты про чеченцев, то что это грузины. Там про Абхазию, там про Южную Осетию, про осетин очень много, про абхазов много. Ну там из-за конфликта грузино-осетинского конфликта, абхазо-грузинского конфликта, видать, я понимаю, они там истории делятся свои, какие-то приводят друг другу, приводят аргументации, я это понимаю. И время от времени закидывают туда касаемо чеченцев. Там есть ролики. Я эти ролики в основном опубликовал. Именно не под осетинами, не под абхазами, а касающиеся чеченцев заходят туда, чтобы позорные комментарии писать. Когда я озвучиваю это, начинают говорить, вот ингушофоб, вот там грузинофоб. Нет. Как раз таки я огромную благодарность выдаю всей профессуре, всем докторам наук исторических, которые делают этот перевод и налаживают мосты между чеченцами и грузинами.
Мы 1000 лет живем по соседству. По мере возможности, когда мы были даже не в составе Российской империи, мы помогали грузинам. И это достойный знает. И грузины помогали нам. Вне всякого сомнения, в книге Маргашвили вы видели, я вам рассказывал, там очень много разных грузинских источников, он просто собрал его, да, рассказывают, что начиная со времен Тамерлана, то есть 13-14 веков, чеченцы уходили в Грузию, много уходили, семьями, 60, 40, 50 семей, и осаждали, находили там пристанище и оставались там. Огрузинились, стали христианами многими. Это плохо или хорошо, это есть. Поэтому сегодня среди Тувшин, Хивсур, Пшау есть много ногчей, и есть точно так же и ингушей тоже. Я не говорю, что там только мы. В Хивсурете, насколько я знаю, Маргашвили говорит, конкретно фамилии называет, сколько там ушли среди Хивсур, поселились, остались ингушей. Ну, от ингушских фамилий. Так-то есть, я насколько знаю, вроде бы и в Ингушетии есть от грузин там 2 или 3 фамилии, причем большие фамилии. Но это их личное дело, это не мое дело. И с 14 века, я уже не захожу в ранний период, там, я не буду утверждать, еще раз вам говорю, что там жена, Саурмаг, Фарнаваз, там, Тамара была, там, Дзурдзучка она была. Мне, опять же, Дзурдзуки это обобщающее название. У чеченцев оно сохранилось. Имеется в виду, Дзурдзхуай Тейп был до 19 века. Многие наши профессора, ученые, кстати, и грузинские подтверждают это. Джамирзаев говорит, что Зандхуай, Дзандхуай и Дзурдзхуай это одно и то же. Просто трансформация небольшая произошла. Вот. И опять же я говорю, взаимоотношения. Это с 14 во времена имама Шамиля ушли туда. И до имама Шамиля уходили туда. Во времена Бибулата Таймиева, шейха Мансура. Уходили, оставались, кто особенно на границе. То, что касается про Панкийское ущелье, я вам сказал, мы рассказывали, да, что нашли некоторые могильные плиты в Панкийском ущелье, где было захоронено одно из кладбищ сохранилось, могила, которым был похоронен еще в 1791 году. То есть многие, здесь Роман Миллер, там, да, которые грузинские описывают, что в Панкийское ущелье переселились там, в первой половине 19 века, то 1807, кто-то говорит в 1826 году, что якобы туда переселились там Джокола и Майство Джокола и Дуиси. 2 человека, которые фактически обосновали это чеченские поселения, которые есть там. Вот. Но мы это все знаем, мы об этом говорим, есть подтверждение. Любой человек, который говорит, этого не было, мы можем показать. Книги есть, я зачитывал, можете ранее спуститься в видеоролики, это все мы увидим. Башлам ингуши говорят, нет источников подтверждения, что чеченцы не Дзурдзуку. Ссылаются на карту Вахушти Багратиони, на Волкова, Леонтия, Мравели, что они говорят только ингушидзу. Во-первых, карты. Что касается картов Вахушти Багратиони, я вам зачитаю обязательно. Карты Вахушти Багратиони не являются достоверными 100%. Этому сомнение есть и в 19 веке, и название рек. Некоторые ошибочно то, что он написал. Вахушти Багратиони сам никогда не бывал ни в Чечне. Что касается Ингушетии, возможно, чуть ближе они были. Но опять же, мы за это... Подождите минуту. Сейчас я вам постараюсь объяснить это. Что касается, что там нету никаких подтверждений. Есть подтверждение и у всех, кроме как Вахушти Багратиони, который, кстати, считается, что обиход названия Глигвы на русских атласах вел именно Вахушти Багратиони. А до этого нигде никакого упоминания в нем нету. Это тоже есть. Кстати, этот нарниец, режим энергосбережения. Огромная благодарность моим братьям, которые хочу пока сейчас здесь
благодарность, которые мне помогают с материалами для работы нашей. Вкратце. Я думал, сегодня мы будем говорить не об этом, конечно, но этот имбецил пишет, мне говорит, я опубликовал. Послушайте. Эта книга, написанная грузином Л.И. Маруанишвили. Книга эта называется «Вахушти Багратионы. Его предшественники и современники». Написал его грузин. И он рассказывает о всех слабостях и сильных сторонах, которые были у Вахушти Багратиони. Маруашвили. Л.И. Маруашвили. Книга 1956 года. Нас еще не вернули с депортации. То есть заказ чеченцев никак быть не может. Я эту книгу публиковал, и этот имбецил думал, что я эти моменты не выделил. Как его зовут? Кисти Дзурдзук или что-то такое. Один балабол сказочный. Так вот, в этой книге я отвечаю вот архитектору. Отвечаю. Постараюсь, по крайней мере, ответить. Можете ему сказать, пускай этот нарнийский имбецил, фото, «Кавказские горы», сборник. Хорошая книга, да, у меня есть она, но какие у меня? «Кавказские горцы». «Кавказские горцы», разные 3 книги. Но у меня их нету, 3 книги у меня нету, Айса Москва. Но я не понял, ты книжки мне просто показывал или что-то хотел этим сказать? Ладно, смотрим. Так вот, чтобы было понятно, Маруашвили в книге «Вахушти Багратионы», его предшественники, вы поймете, почему я это зачитываю, предшественники и современники, географические труды и путешествия. Вот здесь более полная информация о всех плюсах Вахушти Багратиони, как он сделал свои работы и как они введены в обиход. То есть этот дурак, когда я опубликовал эту книгу, сказал, что писал сам Вахушти Багратиони, говорит, это не Вахушти Багратиони написал, а якобы написал Маруашвили. И я считаю своих подписчиков дурными, пытаясь обмануть. Нет. Как раз таки Маруашвили показал все сильные и слабые стороны. И он проводит анализ, исследования и показывает, опять же говорю, в 1956 году чеченцев и ингушей еще не вернули даже с депортации. В 57 в январе, кажется, нас вернули, если я не ошибаюсь, да? Или в 56-м. Но факт, не факт. Пишет, смотрим. Опять же, все книги. И здесь самое интересное. Написано снизу. Первое. Вахушти. Географическое описание Грузии. Страница 117-157. Смотрим. В описании Западной Грузии, в частности, Алании, ледниковый покров Большого Кавказа охарактеризован так. Части Кавказа, описанные нами во всех этих местах, от гор Кидела до Джикетии, также ледовиты, как и части Кавказа, принадлежащие Картли и Осетии. Картли и Осетии. Ни слова нету об Ингушетии, если что. По высоте обледенелости и всему. Для районов, расположенных восточнее упомянутых хребта. Дальше смотрим. Шан. У Вахушти не приводится никаких сведений о ледниках, хотя, запятая, как известно, здесь, в Хевсуретии, Тушетии, Дзурдзукете и так далее. Также имеется группа ледников. Таким образом, это пишет, это опять же я вам говорю, это исследование общее собрано. Таким образом, грузинский ученый имел представление об обледенении Большого Кавказа. Это тот самый Вахушти Багратиони, который знал все. Но он говорит, здесь он не упоминает никаких ледников, ни Дзурдзукети,
И Хивсурети, Тушети, говорит, хотя там есть ледники, но почему Вахушти Багратиони не мог этого знать? Остальное же он записал, и вот здесь идет дальше. Овладение Большого Кавказа на участке восточной границы Хеви до гор Джукети. Впрочем, возможно, что Вахушти знал о существовании ледников также и восточнее, поскольку он характеризует природные условия Восточного Кавказа, в скобках, Тушети, Дидоэти, Кистети, Дзурдзукети, Глигви, как аналогичные условиям Осетии. То есть он не записал, но он считает их такими же, как осетинскими, он говорит. И для последнего он отмечает наличие мощного оледенения. Кроме того, Вахушти приводит исторические известия о том, что лезгины, поселенные в кахетским царем Ливаном в Пипинете, были обязаны доставлять летнее время для дворца в Греме лед с Кавказского хребта. То есть он рассказывает, он говорит, что в этой книге, здесь много моментов, не в обиду нашим братьям из Дагестана, что они были в подчинении, Дагестан был в подчинении у Грузии, хотя Хапизов Шабан, или как его там, написал сказку, там у него половина Грузии говорит, что платили дань нуцалам, но в этой книге у Вахушти Багратиони говорится обратное. Что нужно было, говорить, что лезгины, поселенные кахетским царем, должны были приносить лед. Дальше смотрим. Из этой же книги, дальше, заново вычерченная карта Иберийского царства или всей Сакартвелло, карта пространства между двумя морями, Понтом, Понт это Черное море, Понтийское, и Каспием, Картли, Самцхе или Месхия, Осетия, Дзурдзукетия, Рани, Имеретия, Одиши или Мигрелия, Абхазия, Джакетия, Гурия, Сванетия, Армения, Кахетия, Ширван, Лекия или Дагестан, Кипчакия или Малая Кабарда, мною с рвением и радостно служащий вам царевич Вахушти пишет. Опять же я вам говорю, Дзурдзукетия написано, не написано Глигветия, не написано Кистетия, написано Дзурдзукетия. Дальше. Третья, послушайте, здесь очень важный момент, и вы поймете почему. Третья карта царства Картли со всеми ее границами с рекой Бердуджи и Абоци или Дебидой и Кайкули с Двалетией, Тагаури, Куртаули, Кист-Дзурдзукет... вот это, говорит, я не зачитал. Кист-Дзурдзук-Глигви вокруг Кахети, Рани, Армении, Карс, Джаухети, Имерети начерчено тем же царевичем Вахушти Багратиони только в 1935 году 7 января. 7 января. Смотрим. Осетия, Овсетия или внутренний Кавказ соответствует высокогорной полосе северных склонов Центрального и Восточного Кавказа, заключенный в основном между главным скалистым хребтом, населенный горцами негрузинской национальности. Дальше читаем. Осетинами, кистами и прочими. В пределах этой полосы выделяются этнографические области Басиани, соответствует Балкарии, или, быть может, Псыганской долине. Дигория, Двалетия, район истоков Ардона, Кисти, Ингушетия, Галгай, Дзурдзукетия, Горная Чечня. Области эти не имели единого политического управления, их население экономически, политически связано было по свидетельству Вахушти. Опять же, это слова Вахушти Багратиони он цитирует. С Грузией, Рачой и Картли, с одной стороны с Черкезией или Кабардинским княжеством, занимающую среднюю часть Северного Кавказа,
Кавказской долины, и с другой. Опять же, это говорит, цитирует слова Вахушти Багратион. И там четко, конкретно, Кист отдельно, Глигвы отдельно, и Дзурдзукете Горная Чечня там написано. Горная Чечня. Я не говорю, опять же, что это отдельно, не отдельно. Пятая карта, дошедшая до нас, лишь в неполном виде имеет заглавие. Говорит. Карта, вот об этой карте сейчас идет речь, вы поймете. Карта, начерченная заново, владение, слушайте, владение Мавакани, то есть Ширвана, с подвластными землями. Ширван, вы должны понимать, это Албания, Албанское царство, это Персия, под которой они были под влиянием персидского хана. И здесь перечислил, послушайте, кто является под их протекторатом. Он перечисляет. Та пятая карта нарисована в Вахушти Багратион. Насколько она достоверна или нет, вы поймете сразу. Владение Мавакани, то есть Ширвана с подвластными землями. Княжество Бинак или Шамхал, Авария, Андрия, Чачани, Леки, Гулхадара, Уцми, Кайнак, Табасаран, Кулмухи, Казикумухи, весь Дагестан до самого Великого моря Каспия, вокруг с небольшими частями Кахетии, Иране. Но и же царевичем Вахушти Багратионе там написано 29 января. Чтобы было понятно, интересные моменты, которые использовал Вахушти Багратионе. Он здесь записывает. Смотрите. Значительно я специально эти моменты оставил, чтобы вот этот нарнийский утырок не знал просто-напросто эти моменты. Он не прочитал книгу. В этом проблема. В значительной мере, он говорит сейчас про Вахушти Багратионе, мере автором использовались грузинские рукописные материалы. Сам Вахушти Багратион, откуда у него на карте появились эти названия, он здесь указывает. В значительной мере автором используются грузинские рукописные материалы. По выявлению этой группы источников труда Вахушти уже многое сделано историками. Большое влияние на труды Вахушти оказали древние грузинские летописи, сборники, известные под названием Кхартлист Ховреба. Влияние это сказывается как в исторических экскурсах, столь частых сочинениях, так и при обзоре обоснования географической номенклатуры. То есть географическая номенклатура — это название на картах, которые они взяли у Вахушти Багратиона, взял у кого? Они, говорят, взял с карты с Ховреба. И здесь это говорит дальше, не только у него. Вахушти нередко цитирует, например, Леонтий Мравелли, название у которого, Джоаншера, запятая, Хамтагец Мерелли и других летописцев, живших в 9-14 веках для решения задач историко-географического порядка. То есть, когда он пишет историю или географические карты, он использует их материалы и берет у них материалы. Вот откуда у Вахушти Багратионе появляются эти названия. Дальше смотрим. Опираясь исторические порядки, опираясь опять-таки на карты Сховреба, грузинский ученый отразил в своем втором атласе разделение Грузии в различные эпохи прошлого. Здесь же следует указать, что этнологическая концепция Вахушти, его представление о составе происхождения населения Кавказского Перешейска, основаны на взглядах Леонтия Мравелли. Среди других рукописных источников, следы которых ясно видны в тексте географического описания Грузии, необходимо прежде всего назвать реестр, проведенный при участии самого Вахушти, статистической переписи населения Нижней Картлии, сочинение Вахтанга VI, Дастур Ламли, словарь Арбелиани. Основное ядро географического труда слагается наряду с картографическими данными из материалов непосредственно наблюдателя автора и так далее и тому подобное. Интересные моменты. Дальше. Личное участие Вахушти в производстве топографических съемок территории Грузии представляется вероятным, но еще не доказано.
Это в 20 веке не доказано, что Вахушти-Багратиони сам принимал личное, еще раз повторю, личное участие Вахушти в производстве топографических съемок территорий Грузии. Территорий Грузии, не Чечни и других регионов. Территория Грузии представляется вероятным, но еще не доказано. Это в Грузии, я не говорю об остальном Кавказе. В отношении второй менее качественной, послушайте, первая еще непонятно, а вторая менее качественной части топографических материалов карт Вахушти может быть высказано следующее соображение. Для изображения, я надеюсь, это Хачиэл Нарнийский, слушайте, прислушайтесь, сейчас вы поймете, это тоже пишет грузинский ученый. Тоже грузинский ученый, исследования, проведенные в середине 20 века. Про вашего любимого Вахушти. В принципе, здесь ничего плохого нет, но это отличная исследовательская работа, которую вы вот со своим красным горшком, который одну карту с чачанами пытаетесь везде запихнуть и говорите, что там дзурдзуки, кисты и глигвы это одно, а чеченцы это другое. Я хочу до вас довести. Послушайте. В отношении второй, это карта, которую вы говорите, менее качественной части топографического материала карт Вахушти может быть высказано следующее соображение. Для изображения территорий, расположенных за пределами подробного изученной площади, грузинский картограф пользовался печатными картами. Он использовал ранее, до него сделанные печатные карты, чтобы было понятно. До Вахушти-Багратиони есть князь, который шел из Тушетии в Москву через Чечню, и он рассказывал о городе Чечане, мы говорили, в 1698 год упоминается город Чечане, который находился внизу по реке Аргун, чтобы не Вахушти-Багратиони узнал, что там Чечане. Он использовал, здесь написано четко, для изображения территорий, расположенных за пределами подробно изученной площади, грузинский картограф пользовался печатными картами. Более совершенное по сравнению с первым атласом изображение Каспийского побережья, это продолжение, слушайте, и Северного Кавказа во втором атласе указывает на то, что Вахушти при составлении позднейшей серии своих карт должен был пользоваться, послушайте, должен был пользоваться результатами съемок, произведенных в первой половине 18 века русскими картографами. То есть Вахушти-Багратиони использовал русские карты русских картографов. Здесь это написано картографом и, в частности, например, работами Саймонова. И Саймонова. Как известно, усовершенствованная карта Каспия, составленная со съемками Ф.И. Саймоновым, Ван Вердена и других русских и иностранных исследователей, была в период с 1720 по 1763 года издана несколько раз. Суммируя вкратце данные, касающие происхождения географического, картографического произведения Вахушти, приходим к выводу о том, что последние представляют собой результат синтеза для имбецилов, нордийских долбозвончиков. Синтез – это взаимодействие между своими работами и чужими работами. Когда объединяешь, это называется синтез. Вот это кратко. Уважаю. Котелок не варит, кроме как чечане писать. Вообще, здесь это касающий картофельного производства, в Вахушти приводим к выводу, что последнее представляет собой результат синтеза различных материалов. Вахушти, как исследователь родной страны, имел в Грузии предшественников, и в том числе С. Арбелиани и Вахтанга VI, деятельностью которых была подготовлена почва для работ в Вахушти-Багратионе. Понимаете? 1665. Все, ДРС чуть-чуть ошибся. Чтобы было понятно, деятельностью которых была подготовлена почва для работ в Вахушти-Багратионе. Так.
Значение трудов при оценке роли географического сочинения карт Вахушти Багратиона в деле изучения Кавказского перешейка следует иметь в виду одно обстоятельство, затрудняющее нам эту задачу. Оценку трудов грузинского ученого и отводимое им место географического изучения страны долгое время были гораздо скромнее, чем они того заслуживают. Это объясняется запозданием перевода и публикации трудов и так далее и тому подобное. Вот. А все географические, дальше смотрим. Вкратце, я сейчас заканчиваю. Все географические названия, нанесенные на 11-ю карту, это разные карты, я вам перечисляю. На этой книге говорится о всех картах Вахушти Багратиона, о всех его работе. Атласа, слушайте, в пределах атласа российского, в пределах территории Грузии имеются на карте Вахушти. Существенное значение имеет наличие в русском атласе таких наименований, которых могли быть заимствованы единственно из произведений грузинского картографа. Наименования эти принадлежат либо таким географическим объектам, городам, политическим, административным единицам, которые в 18 веке более не существовало, либо малоизученным объектам. И в других случаях встречается название к тому времени, вышедшее из обихода местного населения, замененные новыми. Наличие подобной географической номенклатуры на картах Вахушти объясняется тем, что по замыслу автора они были внесены. Дальше. Смотрим. Такие названия, самое интересное, важное. Такие названия, как Анакопия, Саапацио, Сона, Басиани, Глигвы и множество других могли попасть в атлас Российской империи только из карт Вахушти Багратионе. То есть, кроме него, который взял эти материалы из изученных у грузинов, на российский атлас они попали благодаря только Вахушти Багратионе. До этого нигде никто их не упоминает. Так что мне и это только айсберг всего того, что можно было бы узнать по поводу. Я не умиляю работу Вахушти Багратионе, но сегодня вы слишком много берете на себя по поводу Вахушти Багратионе или только используя его. Карты, которые он использовал, он брал у русских, до него напечатано. Поэтому прошу любить и жаловать. И дальше сейчас быстро я зачитаю, чтобы было так. Ингуши говорят, что источников очень много. Мы обязательно зачитаем, посмотрим. Я вам обязательно зачту, что касается Леонтия Мравели и так далее. Так, Башлам, зависть, если оставить так, это сейчас. Частный Миша копит. Грузино-абхазский конфликт или грузино-остинский конфликт, помимо участия российских войск, замечен чеченский след. Мишико пишет, чеченский след. А сколько грузинских следов? Еще раз, Мишико, может, ты зайдешь и расскажешь мне, где замечен чеченский след? Башлам видел, что Артем лбами говорил, что вас столкнули лбами провокаторов. Да, я видел. Я надеюсь, что он теперь поймет и зайдет в эфир, и мы поговорим с ним, чтобы было понятно. Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракату. Исау алейкум салам. Я хотел, чтобы ты зачитал из этой книги, там они указали информацию, очень интересно, пожалуйста, прочитай. Ее книга, выпуск 1000 издательства Тифлис, очерки Аргунского округа. Но у меня этой книги нет, Иса. Я ее зачитать не могу, если ты... Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу рахматуллахи ва баракату. Башлам, правда, что до 1918 года Грузия была Тифлисской губернией, которая создала, в свою очередь, Российская империя, и только после распада этой империи она стала именоваться Грузией. Я не буду о грузинской истории ничего говорить. Грузия существовала и до Российской империи, поэтому... Тифлисская губерния, она была в составе Российской империи. Грузии,
как таковой плохого мы ничего не говорим. Грузия, как Грузия, государство соседнее нам. У Картвелов не было только своего маленькое царство, населенное, которое, между прочим, было меньше населения Дзурзукети. Государство Грузии появилось лишь в результате развала Российской империи. Вполне возможно, но я спорить не буду. Опять же, речь не об грузинской истории идет. Ты, прежде чем о Грузии говорить, образование получи, когда в Грузии было государство, твоей России в природе не было, пишет какой-то Гугинском, пишет. Это ладно, не будем сейчас это. Кто-то опять начинает подхалимничать, походу. Точно не надо реагировать, когда сами так и тогда. Это меня не касается. Так, все. Вроде все. Айса, алейкум ассалам. Буду тебя, мог шайш, отмен замокшуй. Работаем. По мере возможности работаем. Башлам, хажа, вот смотри, тут один, я тебе сейчас объясню. То, что я тебе прислал, это 3 книги, сборники. 1800, первый сборник, там указано содержание. Посмотришь. Ипполитов, Аргунский округ. И там рассказывается история. Вот это 2 страницы ты можешь прочитать. Как в 1868 году описывает человек, который побывал на у Галанчевского озера. Он говорит, что местные жители рассказывают, что более 400 лет назад со стороны галгаевских обществ пришли вооруженные люди, европейцы. Да, я Пожалуйста. Знаю, я это зачитывал, я это знаю, мы это публиковали уже. Если ты есть. Про храм, да, есть, это я публиковал, что был храм, есть это место, я был на этом месте, снимал видео, на этой горе был храм. Считается, что они были... Вот в этой книге, это то, что я тебе отправил, там вот эта история, она описывается, 1800, я вот это вот хотел сказать. Это мы публиковали, уже я публиковал его, материал публиковал. Это... У нас до сих пор существует и без Ипполитова. Сейчас в Ножке, тот, кто был в Ножке, недалеко, прямо, когда становишься снизу Галанчош, озеро Галанчош, получается, это более в восточную сторону от этого есть гора небольшая. И на этой горе считается, что был храм. С разных сторон были входы. И рассказывается, что потом их убили, разошлись они, то, что остались, растворились. Об этом есть мифология у нас. Вот как раз таки это... И один из д'Артаньянов, который написал, он говорил, что Эрсбатовы как раз-таки потомки вот этих пришлых французов, ну и так далее. Ну, короче, это сразу разнесли в пух и прах. Нет, просто они же говорят, что вот там же описано, что вот именно в этой книге, да, которую я тебе отправил, они говорят, что из галгаевских обществ пришли с той стороны, да. То есть это говорит о том, что были галгаевские общества, и что были там, скажем, галанчевские, там перечисляются тейпы, которые были. Белгайское общество. Да, вот там написано. И еще один момент я хотел сказать. У этого Гольштейма, как его, да, Гольштейм, да, вот там тоже есть один рассказ про Шатили. Он говорит, местные совместно... Гольштейн, который ты мне прислал. Да, там есть история, рассказывается, что в Шатили хевсуры вместе с чеченцами проводили издревле обряды, языческие обряды, которые вот там вот это... Да? Это тоже зачитывал, да, публиковал. И мало, просто, Айса, мало моментов, которых мы не публиковали. Ну, Аркадий Гольштейн, в этой книге, ты же видел, да, сам очень много. Просто настолько поднял. А нас там, он обобщает, там нету отдельных ингушей. Он нас как войнахами записал. Это советский период. Там пишет, все объединенно, войнахи, Но нельзя было, видно, тогда печатать про нас, поэтому, наверное, так поверхностно. Да, тут по отдельности не писали, писали общую историю войнахи. Но все, что произошло после 17 века, оно уже вот как поделили народ единый на 2 части, то есть разошлись, да, эту сторону начали называть уже, как по Аргуну вниз, он уже описывает, в 1665 году, город Чечанов, селение Чечан, он вначале говорит, заселенное кистинцами, а потом он называет, то есть он говорит, что это город, он говорит, заселенный, и кабаки кистинцами заселен. То есть город Чечани заселенный кистинцами. Как это? Почему?
кистинцами называют ночи, понимаешь? Я не говорю, что ингуши не называют, их тоже называли. Но название чачанин называют. Но здесь в Вахуште-Багратионе говорят, что область чачанов, она входила под ширванским царем было. Не под Сюлей, не под Гюржи, не под там черкесами. Само собой, если мы берем период, это 18 век. В 18 веке, в 17 веке никак не может он входить. Потому что есть достаточно материалов из российских источников. Даже когда пришел Петр I в Аграханский пролив, когда первое сражение было с войском Петра I, это начало 18 века, он говорит, он идет освобождать территорию Дагестана, то есть от персов. А в восточных, там, более западных, это, чтобы было понятно, остров Чечень где находится? Где находится? Кизляром, да. Абсолютно верно. То есть это ближе к Дагестану, и эту область, он вообще военные источники, историки, исследователи говорят, что он освобождать хотел Дагестан полностью, освободить от персидского влияния, от Ширваншаха. Вот, поэтому, а здесь нестыковка получается. Почему? У Вахушти-Багратионе пишет, что в этот период, что это все было под персидским влиянием. Этот же период Нуцалхан, вот Хафизов написал свою сказку, книгу, он пишет, что эта правая сторона Аргуна была под влиянием нуцалов. Кумыки говорят, что эта территория в то время была полностью принадлежала кумыкам. Одновременно эта территория принадлежит аварцам, кумыкам, персам, я не знаю, кто еще остался. Кабардинцам и русским. У тебя получается 5 источников, и все 5 они разные. Это одна и та же территория, одно и то же место, географическое расположение, и все вот это налагает конкретные, становятся вопросы. Мы проверяем, почему не кумыки. В то время они не имели никакой власти и получили эти земли между речи Терека и Сулака благодаря уже позже, во времена Ермолова, во времена Петра I даже, они не имели такого сильного влияния. Они имели это влияние, именно эта небольшая часть, когда чеченцы были в горах, ушли во время насилия Тимура. Влияние на небольшую часть Ичкерии и Оховского района Сюли имели только в тот же период. Небольшое. До тех пор, пока не пришли туда русские. Кумыки договорились, и их оставили на этом месте. Нуцалы, мы видим по документам, что вот эти нуцалханы всякие и так далее, они, когда пришли в области Чачани, они говорят, мы видели надпись Чачани, их там побили русские, казаки, а он оттуда убежал, вот этот князь, этот Сюли князь. Он уходит где-то на территории недалеко от Эндерея, говорят, или точнее Хасавюрта в этой области. Там ему подсказывают, что есть русский царь, ты должен, он направляет его, он заселяется под Кизляром, живет год. И есть его челобитное, где он умоляет своего падишаха, чтобы эти земли с этими людьми оставили за ним, чтобы он мог там править. И все они правили до тех пор, опять же, есть документы, где эти князья Турловы говорят, что мы просим вас, великий... в 1665, да, я это сейчас зачитаю. Просим вас, давайте, чтобы не было голословно, зачитаю вот эти моменты, да. Это из доклада, опять же, этого грузинского царя. Комментируя приведенный текст, Генка связывает название Амилеева землю с Омола и Тушетия, а Мецкие гребни с названием одного из обществ дальних кистин в верховьях Аргуна. Дальние кистины, Новчебон. В верховьях Аргуна. И его Цово-Тушинская форма Митхо. Аргунских же кистинцев, очевидно, имеет в виду написано, имеет в виду одно из дел посольского приказа 1665 года. Я это тоже публиковал.
обязательно опять повторно опубликую, вы читайте просто документы, рассказывающие о приезде в Москву из Туш от грузинского царевича Николая Давидовича, митрополита Епифания, для сообщения о присяге, данной Тушинами на верность Москве по дороге из Туш до городища Чечен, расположенного у реки Чечени, речь идет об Аргуне. Дальше. Полтретьих днищах от Терского города, не здесь ли позднее возник чеченский аул Чечин. Митрополит проехал 2 кабака горских кистичан. Опять же, кистичан, это о чем говорит? Это низ Аргуна, низ реки Аргуна. Кистичан, а людей в них, 2 кабака горских кистичан, а людей в них 200 человек. И от тех горских людей им проезд нужен. Без подарков никого не пропускают. А подарки где имеют большие. И ныне где с него митрополита взяли 100 кидяков и 20 дарак. Ну, это мера походу. Чтобы было понятно, это 1665 год. Здесь четко и Генка подтверждает, четко указывается, что Кистины, дальние, нижние, где селение Чечен, город Чечен в дальнейшем основали. Здесь говорится о чеченцах. Только тупорылый нарнийский баран будет утверждать обратное. Что касается дальнейшего, я прошу, Хаусейш Шдукдаш, не надо писать, он пускай расскажет, не расскажет. Просто-напросто я Сайн Айса Ой Хаскиетер, мы с ним знакомы, мы дружим, мы знаем друг друга, и вы не знаете наши взаимоотношения. Все, что мы говорили или уже было опубликовано, я прошу не повторяться по этому, чтобы время наше дорогое, а оно для меня дорогое, для вас, может, и не знаю как, мы тратили на полезную информацию. Так вот, заселились, терские казаки побили, он убежал. Документ этот я публиковал. Это из российских архивов документы, где он бьет челом: великий падишах, дай нам эти земли. Как эти земли могут принадлежать нуцалам, шамхалам, если они у царя просят эти земли, чтобы они управляли. И их начали бить. Потом в дальнейшем идет документы. Опять же, эти князья Турловы говорят, как их выгнали. До тех пор, пока пришли чеченцы, они были посредниками между царской Россией, и вот их поставили наместниками на эти земли, потому что чеченцы были слабыми. Ну, как они укрепились, они дали: ассаламу алейкум, давайте. Прогнали их оттуда. Они ушли дальше по Сунже, потом за Сунжу ушли, потом ушли на Терек. И в конце концов их кого поубивали, кого попрогоняли, убрали. Разве так может быть, если эти земли принадлежали и были ваши? Я еще раз повторяюсь, и Сюли, и другим Галга, и кому-либо. Если вы говорите, что эти были ваши земли, приведите хоть один довод, где это написано, что это ваша исконная земля. Не у вас, ни у каким друзьям нет, ни у адыгов, ни у кабардинцев, ни у кого, ни городов, ни прав на эти земли не было в историческом плане. Эти земли были заняты только благодаря, во-первых, царской администрации, во-вторых, Тамерлану, который уничтожил наш народ фактически процентов на 80 и загнал нас в горы. У него была мощь, и не было ни одной империи, которая мог супротивиться Тамерлану хромому. Поэтому не надо сейчас нам говорить там что-либо. И вас, многих народов, не было. Вы должны понимать, в количественном соотношении, я приведу один пример. Там я сегодня не зачитал вам это. ДНК у чеченцев, если брать навчмахкоевцев, J1 или J2 составляет 98-99% у навчмахкоевцев. Если вы берете только навчмахкоевцев. Почему? А по соотношению навчмахкоевцев тейпов больше, чем во всей Ингушетии. Чтобы было понятно, это ваши фамилии, я имею в виду. Больше, чем во всей Ингушетии. Крупных тейпов я имею в виду. И по населению даже эти навчмахкоевские тейпы больше, чем, по идее, в Ингушетии. Когда вы начинаете
упрекать, я говорю, от J2. Но Ногчи никогда не говорят, у нас J1 много, J2 много, L3 или Q, без разницы. T и остальные буквы. Или G. Нет в этом. Нормальной генетики вам объяснят, если все однородно, это не есть хорошо. И все-таки, когда вы говорите, я это к чему веду, эти сказки, что там из беглых военных сформируют, нет. Чеченцы не принимали огромное количество как таковых. Но те, кто приходили, просили помощи, их принимали. И точно так же их принимали и ингуши. Никакой. Если вы говорите, что это не так, возьмите книгу Мальсагова и возьмите книгу Дахкильгова. Вы можете найти там очень много фамилий, которые не имеют никакого отношения к ингушам. Но они не могли даже принять, да, несмотря на свою маленькую территорию, все равно среди них есть, я не буду говорить даже количество какое, но за 20-30 фамилий, которые были приняты ингушами и стали ингушскими обществами, ингушскими фамилиями. И у чеченцев есть они. Никто не говорит нету. И этот процесс, таковы были адаты нашего народа. Вполне возможно, эти адаты были использованы, они должны были быть использованы. Почему? Потому что во времена Тамерлана мы реально потеряли многих людей. Реально. Силы были неравными. И хоть какая-то, если была польза или какая-то, я не знаю, для того, чтобы усилиться, принимались единицы. Да, несомненно, самая большая проблема была во время имама Шамиля. Он, конечно, накуролесил и переселил здесь некоторые тейпы. Но, опять же, этих людей произошел отток. Очень сильно большой отток произошел. Остались единицы от его переселения. И вы сегодня в упреках этих, или когда говорите, мы не упрекаем ни ингушей, ни сюлей, ни гири, ни геберта, мы никого не упрекаем, мы занимаемся своей историей. Претендовать на наши земли не стоит. Что касается истории, если есть она общая, мы должны указывать, что у нас были общие корни. Если нету, никто не спорит. И мне, допустим, никогда в жизни я очень огромное количество, которые говорят, джейраховские, там, джейраховцы, все это дышни, там, Ляна, Бору, что это от дышни ногчи произошли. Многие есть, которые это говорят. Я этого не говорю. Хотя это зафиксировано, есть моменты. Что касается видео, поэтому, когда приехали джейраховцы в Тункалинский район, и когда они говорят, что мы одно единое целое, я его тоже опубликую. Это видео тоже есть. Если вы думаете, что нет, вы глубоко ошибаетесь. И это не то, что было в 70-е, это буквально 21 век. Это еще когда Дукуаха Баштаевич был живой, и Али Исаев, они принимали, открывали мечеть, и приехали с Джайраха, приехали наши братья, и они вместе там рассказывают, есть там моменты очень интересные. И они говорят о единстве. Вот это видео тоже есть. То, что объединяет, на самом деле очень много. Но если вы сегодня говорите, нет, мы ничего общего не хотим, мы не хотим быть от чеченского села Чечани, да никто, будьте от ингушского села Ангушты или Ингушетии, вы от него происходите, мы происходим там, допустим, от города Чечан. Пускай это будет так, если вам так подобно. Но мы, и самое интересное, когда вы публикуете материалы за 19, за 20 век, 21 век,
он не любил ингушей. Но больше, чем... И у Берже он характеризует нас единым народом, как таковой единый народ. И он не называет отдельно. И по карте Бержеев, поверьте мне, вам ничего хорошего. Вообще, там, он говорит, чеченская река, там, Аса, чеченское там селение, эти материалы есть. Хотя, я еще раз повторюсь, он не любил чеченцев. И он говорит, что их, и он говорит, и после него говорят. Все, кто был в Чечне, он говорит, они не любят, когда их называют чеченцами. Они не называют себя чеченцами, они называют себя навчи. И все. Нахче через А. Не нехч, не нахчта и так далее и тому подобное, как вы там пытаетесь коверкать слова и так далее и тому подобное. Мы-то знаем эту свою историю. Если вам не нравится, что Джанахашвили там написал, что в 14 веке упоминается нахчта, вы говорите, это неправда. Грузины врут. География 7 века, вы говорите, это неправда. Армяне врут. Абхазский Гурам Гумба написал книгу. Он рассказывает о нахчиматянах. Вы говорите, это тоже неправда. Генка пишет. Другие, вы неправда. Ваша правда это Яковлев. Ваша правда это этот любитель собирать грибы. Я забыл его. Как же его? Ну ладно, вспомню. И так далее и тому подобное. Но факт остается фактом. Корни у нас одни. Братство, единство у нас было. То, что вы сейчас выкатили вот это все грязное белье, это грязное белье есть со всех сторон. Проблема в том, что нужно обсуждать это и говорить, и доказывать. Вот как Айса. Разве тебя не принял? Он отправил запрос, принял. И причем он мне потом не напишет, братан, да я видео, сунцали арсухалит. Он не скажет это мне в директе. Это видео останется. Любой человек, зайдите, не материтесь, задайте свой вопрос, докажите, расскажите. Вот здесь так-то, так-то написано. Что ты думаешь об этом? Я считаю, что мы самые древние, и вот мы только дзурдзуки. Доказать можешь? Докажи. Или кисты это только мы, а не вы. Или что вяппи, фяппи это разные. Докажите. И какие ученые. Если вы говорите чечане, это, но точно так же и Вахушти Багратиони, я же еще раз говорю, на российских картах названия Глигу уже появились, на русских картах в дальнейшем, только благодаря Вахушти Багратиони. Ничего против нету. Точно так же то, что он говорит, внизу там есть Чечения, опять же, есть здесь доклад из то, что мы зачитывали, только что я вам зачитывал его, послание. В 1665 году им пришлось заплатить чеченским кабакам, в которых проживают кистинцы, они говорят. Как могут быть чеченские кабаки и проживать там кистинцы? Просто-напросто там, где по соседству всех называли кистой, кистете. Поэтому Броневский в своей книге начало первая половина 18 века вся Чечня записана как кистетия. Потом уже отказались от грузинского названия. Не знаю за счет чего, почему. И оставили название чеченцы, чечане. Но опять же, персидское влияние на нашу территорию, если только они имеют в виду то, что шамхалы и нуцалы были под персидским царем, и они имели какое-то влияние на чеченцев, это возможно. Но здесь четко указано, что все они были под Ширван-Шахом. Ширван. Это уже объясняется, каким образом это все было. Но на эти же территории в одно и то же время кабардинцы говорят, это мы были там, кумыки говорят, мы были, аварцы говорят, мы были, ингуши говорят, что мы были и так далее и тому подобное. Где вы были? Кто был? И опять же, вопрос о Дзурдзукете. Река, я вам материал зачитал, что Аргун назывался Дзурдзукете, река в древности. Я вам с книги, со ссылками. Сейчас, опять же, я зачитал вам в грузинских источниках. Опять же, Айса то, что зашел, рассказывает. Эти источники, они грузинские. И, кстати, в этом видео, которое я вам говорил, где вы пишете комментарии там под разными аватарками, что это грузинам. Это насколько нужно быть тупорылым? Они думают точно так же своими скудоумными тупыми репами, думают, что если они кому-то платят за то, чтобы говорили, что это нам нужно. Поехать, найти грузина, заплатить ему, этому профессору, сказать,
Скажи, чтобы не понравилось. Никогда грузин на зло, взяв деньги, на зло ингушу ничего не скажет. Никогда. Как бы нет. Это может сделать какой-то имбецил, который не имеет никакого образования, не имеет никакого звания, ученый. Никогда этого нет. Почему не сделал? Потому что, кстати, отношение грузин к ингушам, оно хорошее. И на зло ингушам они. Но у них и хорошее отношение к чеченцам. Чеченцев они мало знают, кроме как воинов и так далее и тому подобное. А ингушей они больше знают. Я вам говорил, и в Ахуште Багратионе есть моменты, которые не самые с лучшей стороны описывают ингушей. Я не хочу этого зачитывать, но вы все это знаете, кто занимается исследованием. Особенно про женскую половину, то, что он написал, это не самое лучшее. Но вам льстить, что он говорит, дзурдзуки, кисты, это вы, а чечане это они, нет. Так не бывает. Если вам нравится, что он про чеченов пишет, тогда, если это правда, то, что он пишет про ваших женщин, тоже должно правда. Ну, как один мне написал, говорит, нет, короче, он имел в виду, говорит, не наших женщин, а он имел в виду осетин. Что, в Ахуште не знал, кто такие овсы или осетины, и не знал, кто такие ингуши? Просто я к чему это говорю? Я не утверждаю, что в Ахуште. Я же вам зачитал. Все ученые говорят, что он брал и у многих других ранних источников брал, и названия брал, и, чтобы сделать и карты, и атласы. Он использовал это. Он на своей-то территории не говорится нигде, что он сам это все изучал и рисовал. А за пределами он использовал вообще русских карты, которые напечатаны были до него. И это нужно понимать. Не нужно опираться. Да, в Ахуште хороший ученый, но опять же, друг Ломоносова, кажется, да, если я не ошибаюсь. Ну, в любом случае, он считается одним из создателей, там, где-то МГУ там был и вместе. Захоронен, кажется, тоже там, в Москве. По крайней мере, я где-то это читал. Может, я ошибаюсь. Надо точно уточнить. Но суть не в этом. Он сделал свою работу, какую бы он ни был. Опять же, используя предыдущие научные работы. Нельзя говорить, вот это все одно. Джавахашвили был неправ, Вахушти был прав. Генка был неправ, там, допустим. А этот любитель грибов, как его фамилия забыл, не Гробовский, а как же его? Жаль. Договорился. А он прав. Более Яковлев там, допустим, был прав, а Берже не прав. Ну так как бывает. Одно и другое. В любом случае, то, что внизу течение Аргуна проживали ногчи, которых называли чеченцами, которых называли. Вверху их называли кистинцами. Еще раз повторю. Горная Чечня и плоскостная Чечня — это не разные территории. Это одна родина. Оттуда все тейпы, исконно чеченские тейпы спустились. И у нас нету никаких тейпов, которые не с гор. Все, кто не с гор, не имеет свою гору, не имеет свою родовую гору, не имеет свои башни, башенные комплексы, или родовые горы, или селения. Это не может быть чеченским тейпом. Поэтому Новчев прекрасно знает. Аламбуй, Хаюртюй и так далее. Все становится. Кто пришлый и получил политическое убежище, и кто коренной. Поэтому мы-то умеем это. Это наша кухня, это не ваше дело. У вас казаки были, эти рассказы, которые там имам Шамиль принял, там кого там, или поляков он принял, или украинцев, которые перешли, там их было человек 200-300. Вы думаете, 200-300 человек. И в основном все, кто был Шамилем, многие погибли, были уничтожены. Он сам ушел. Вы думаете, Шамиль ушел, эти солдаты остались, и от этих солдатов распространились чеченцы, что ли? Как своей тупой башке это представляете? 1,5 миллиона населения после 20-летней войны осталось 251 тысяча. В 1803-811 году перепись, которая есть, русские опубликовали, кто кому, какие подданные, они пишут, посмотрите население. А в Арции 25 тысяч. 25 тысяч.
Дидойцев там 8 тысяч, точнее, андийцев. Дидойцев там 2-3 тысячи. Кумыков там где-то тысяч там, 23, кажется, если я не ошибаюсь. 25 или 23. Где-то столько. И там написано же четко, подчиняются, кому подчиняются, кто, кому Россия платит, кто в подчинении. Все там написано. И четко написано, даже в это время 198 тысяч, 197-198 тысяч чеченцев и 8-11 тысяч ингушей вместе, и того там где-то за 200 с лишним тысяч выходит. И ночи, и Аллах, себе. И это начало 19-го, их статистические данные. Не мои, не чьи-либо. А в документах и того в начале 19 века говорится в 1801, что ингушей от 8 до 10 или до 11 тысяч в начале. Чеченцев там столько-то. Еще раз повторю вам, это до прихода ваших, которые вы говорите, там, которые перешли на сторону чеченцев, там какие-то солдаты царской России. Или там пришлого элемента среди чеченцев не было никогда. Единственное, да, когда был имам Шамиль, когда было единое государство, было их небольшое количество. Но опять же, они не могли никак быть не большинством, ничего, потому что, опять же, из источников, русских источников, я много раз их публиковал, презрительное отношение, очень большое презрительное отношение к Сюле. Я не говорю, это хорошо или плохо. Презрительное отношение к Сюле, презрительное отношение к другим многим национальностям. Мы не могли, у нас не было ни рабов, у нас не было ни ханов, ни нуцалов, никогда не было. У них все это было. Из-за этого презрительное отношение ко всему было. Об этом описывают царские военные историки, об этом написана книга, я тоже вам как бы опубликовал небольшими цитатами, да? Не полностью об этом имеется в виду отношение. И до сих пор, 21 век, и до сих пор, к сожалению, хорошо или плохо, каждого, когда ты говоришь шуюрта, мельмелуха, прошло 250 лет. До сих пор ночи ничего не забыли. Ничего. И у нас нету ни одного, еще раз повторюсь, единственное за хорошее взаимоотношение, за то, что их жен, точнее, их девушки были очень красивые, белокурые, то, что брали замуж, чуть-чуть упрекают гуноевцев, и то придумывая, там, приписывая им некоторые варианты за доисламской джахилии, то есть там есть моменты. Это наша внутренняя кухня. У гуноевцев 99% J2. Вы гуноевцев называете, там, упрекаете, да, гунуай, варандуай, говорите, что они такие. У гуноевцев 99 или 95% J2. О каких терских языках вы можете говорить? Варандой вообще вон на горах живут. У варандоевцев нету никакого взаимоотношения ни с Воронцовым, ни с терскими казаками. У них в основном L3, если я не ошибаюсь. L3 двумя чувствуется. Аллам чамабу, шайлам был, шмабу, шуйте. Понятно. Гунуай был шайлам. Я не про это говорю. Я говорю, Эрснуай 90, сколько там было, 90 или 91% Эрснуай это J2. Если брать по каждому тейпу процентное соотношение, ну, грубо говоря, нельзя упрекать. Я вам о чем говорю. Вот об этом я вам говорю. Если... И самый, который указываете, Йошош будет. Поэтому большого процентного соотношения примерно такое же, как и сегодня. Сегодня статистические данные по Чеченской Республике говорят, что в Чечне проживает 95 или 96% это чисто ногчи. А остальные 4-5% Сюли, Умки, это граждане Чеченской Республики. Но они не ногчи, у них нету ни горы, у них нету ни села, ни башен и ничего подобного. Чтобы вы знали, среди чеченцев сейчас, да, грубо говоря, если взять, ну, в пределах новые тайпы,
которые выдумывают от себятину, которые несут некоторые гары, которые начали себя называть тейпами. Если брать почти что, ну, в процентном соотношении 50-60% у каждого тейпа есть родовая башня. У каждого тейпа. А в случае таком, как у Лам-Эхе или там Варандуай, Хаквай, Памтуай, Ваштруай, Нижлуай, Садуай, Орс, у всех есть родовые башни. И жилые есть. И сейчас многие находят фундамент, проекты. Если она не законсервированная, можно восстановить, восстанавливать. У каждого, чтобы было от чеченских тейпов в разы больше, чем в Ингушетии. Как в Чечне не может быть родовых башен? Как? Ну, чисто гипотетически скажите. У Марковина, у всех, Джабраил Юрьевич Чахкиев прекрасно знает, насколько много во времена и Марковина, Виноградова, огромное количество башенных комплексов в Чечне. Не считая это в советские времена, еще до этих двух чеченских войн, когда их тоже взрывали, уничтожали, из них делали. До сих пор стоят, тот, кто был в этом Калинском районе, может поехать и посмотрите, из чего там состоят посты и какие камни они использовали. С этих башен, эти ровные камни, точеные и все остальное. Их огромное количество. А описание, что взрывали чеченские башни, начинается, кстати, во времена Ипполитова. Заложение башни Шатойской, которая там Вознесеновская, кажется, она была, да? Воздвиженская. Да. Вот. Вознесеновская. Да, они все использовали, они-то пишут как, чеченцы разбирали свои родовые башни и продавали камни для строительства наших там, ну, так, на самом деле, там просто взорвали и забрали камни. Вот ног чего. И, опять же, несмотря на это, огромное количество уничтоженных, процентов 90. Во времена Шамиля их уничтожали. Во времена имама Шамиля уничтожали. Во времена Тамерлана говорится, что во времена Тамерлан уничтожал все, шел, не щадя ничего. Разрушали все селения, сжигали детей, все остальное. Тамерлан. 14 век. В 15 уничтожали. В 16 веках набеги уничтожали. В 17 во времена Бейбулата Таймия уничтожали. Шейх Мансура их уничтожали. Во времена Кавказской войны их уничтожали. Во времена депортации их уничтожали. Чеченские. Почему? Потому что когда я ездил в селение Шепарой, показывали целые мечети, которые были сожжены, когда ногчи начали возвращаться в Шаройский район. Они-то не хотят говорить, что это сюли. Они говорят, куза сюли бар аш. Но стены от огня между штутига, который я снимал, закидывал, от огня покраснело, потому что когда горит глина, она красного цвета становится. А эти башни, эти мечети, которые были построены в 15-16, они, мечети, которые стояли там, внутри были сожжены и стены покрасневшие. Но до них там были не русские, там жили сюли. Я так понимаю, когда они уходили, они и сожгли многие. Из-за этого обвалились и мечети, и башенный комплекс. Это Шаройский район. Не имеет никакого отношения к ингушам. И ни одного ингуша там не было, которые строили башенные комплексы. Чтобы было понятно, это я так вас довожу, до вас информацию. В Шаройском районе огромное количество башенных комплексов. В одном Шикарое, я про Хуландой и остальных молчу, в одном Шикарое, вот Шикара, это небольшой село. Вы просто, когда увидите 3 яруса вот этих башенных комплексов. Огромное количество. Все они настолько на скалах. Чуть просто-напросто. Тот, кто сомневается в моей славе, можете приехать ко мне. Мы поедем туда. И если я вам говорю, или посмотрите на видео, они сделаны настолько четко. Камень к камню. Никакого раствора. Эти арочные своды парусообразно римского там стиля, все это есть. Оно до сих пор сохранилось. Верхнее разрушено, и там не восстановлено. Да, единственный упрек моим братьям шикароевцам, они не восстановили. У них очень много башенных комплексов, но они не восстановили свою башню. Хотя тайп Шикарой большой тайп.
и не маленький. У Холландой есть свои, там и так далее, многих других есть. У Химой, ну, само собой, сейчас самые красивые башенные комплексы в Шаргойском районе, по крайней мере, пока. Самые древние в Итумкалинском районе остались, имеется в виду из целых, там, 13 век. Ну, скоро вы узнаете много интересного, я надеюсь. Вот про башенные комплексы, про название дзурдзуков, дальних кистин, возвращаясь обратно к нашему разговору. Все тейпы, нету ни одного ногчи тейпа, который не был бы с горной части Чечни. Шаройский, Чеберлоевский, Каланчожский, Итумкалинский, Шатойский район. Все эти исконно ногчи земли, все тейпы оттуда живут сегодня на плоскостях. Но тот, кто не изъявил желание спуститься оттуда, Мелхи то же самое. Мелхистю то же самое. Все, кто не изъявил оттуда спуститься и остался там, чтобы вам было понятно. Во всей горной Чечне проживает население, чтобы плюс-минус до 100 тысяч человек. Население Чечни 1 650 000, чтобы было понятно. Да? Разницу чувствуете? В 16 раз меньше. Но те, кто остались в горах, и из-за это внутренняя тема, из-за разного диалекта. Плоскостные чеченцы называют ламрой. Правильно. Точнее, ламан хуайбуев, ну, ламрой их называют. Почему? Шатоевцы, чеберлоевцы, шароевцы, галанчожцы и тумкалицы. Никакой разницы нету. Тот, кто не спустился оттуда, называют ламрой буш, ламан хуайбуш. Хунд олцара. Оушканиш балу бу алхеч бац. Бацабу. Но эти спустились, стали здесь более цивильными. А те в горах остались и не спустились. Колхозники. Но да, это более консервативные, здесь более современные. Но и те, и другие одна и та же кровь. И те, и другие потомки оттуда, и корни оттуда. Если в горах жили дзурдзуки, и на плоскостной территории, просто с логикой нужно дружить и понимать историю. Тупорылые бараны, которые хотят оскорбить или унизить чеченский народ, у них с логикой плохо. Ну, я так понимаю, там деградация полным образом идет, ни больше, ни меньше. Башлами башня сейчас, я и не знал, пока случайно не наткнулся, я не помню уже автора. Вот эти сторожевые башни, последняя сторожевая башня, которая с гор начиналась, стояла на правом берегу Терека. Там стояла, она была разрушена, когда царская Россия пошла, когда начались боевые действия. Это червленая. Напротив нее, вот, в этой стороне. Вот до этих мест. И еще, я не знаю, это я у тебя в публикации видел или нет, Душети, есть Душети, это церковный комплекс, там храм стоит в Душети. Душети, чтобы было понятно, это где-то в 10-15 километрах от Тбилиси. Когда едешь по военно-грузинской дороге со стороны Владикавказа, буквально за 10-12 километров находится Душети. И вот этот комплекс Башлам, там архитектура грузинская, и сбоку стоит, это удивительно, наша боевая башня. То есть она... Я понимаю все, но хочу тебе сказать. Я тебе пришлю это, если ты не видел. Я еще раз говорю, я тебе хотел чуть-чуть довести до тебя. В Тушети, в Грузии, в Балкарии, некоторые башенные комплексы есть даже в Адыгее, Карачаевце. Но они другие. А я знаю, то, что ты говоришь, грузины претендуют на чеченские башни. То есть они, ссылаясь на Миллера, даже в Хайбах и построенные башенные комплексы, они, ссылаясь на Миллера и на Лаудаева, они говорят, что их построили грузины. Наши же ученые, ладно, не наши, пускай, ингушские ученые, говорят, что все, что построено в Чечне, в Грузии, Балкарии, даже в Тушете, что построили именно ингуши, потому что они являются
строителями башен. Но ни один, ни из них, ни из наших. Единственное, что мы можем сказать, что по образу построены, похожих башенных комплексов, я опубликую обязательно завтра, можно увидеть, и даже, как ни странно, даже в Австрии. Ну, вы поймете, о чем я говорю. Мне наш брат прислал. Что касается грузинских башен, я хочу сказать так. Взаимоотношения, допустим, наша башня, которая построена, которая находится в селении Хой, да, одно из древнейших селений, которому 1000 с лишним лет. Построенная башня, она аналогична фактически, аналогична сванским башням. Хотя там сваны с нами по границе не живут. А если посмотришь сванские башни и на эту башню, они похожи. Некоторые идиоты нордийские даже сказали, теперь начали копировать со сванских башен новострой, посмотрите чеченские. Но они идиоты. Если бы не были идиотами, они бы посмотрели на фотографии, допустим, с 1970 или 60 года. Этот башенный комплекс в то время стоят еще. В то время они стоят. Сейчас произошла небольшая реконструкция, ни более, ни менее. Ну, идиотам же ничего не доказываешь, им просто очернить бы, главное, и не более. Поэтому я это к чему говорю? Строили ли, наши построили эту башню, или они взяли там, у нас были очень, чтобы тебе было понятно, возможно, ты знаешь, ну, что я понравился? Эрло. Он, Ирл, чтобы было понятно, он, Беной Махкахелео, на ну, чтобы тебе было понятно, это, считай, это земля Ичкерии, Ичкерийская область. Она вообще не граничит, фактически с Грузией вообще она не граничит. Но в этой области, я хочу тебе рассказать, есть местность, которая называется Гюржемах. Хотя они вообще не граничат с грузинами и так далее. Но каким образом оно появилось? Гюрджи Ари, точнее. Как некоторые говорят, там, головы Арию, там, неподалеку, там, на границе Ачхой-Мартановского района, типа, это наша земля. Нет. Дело в том, что, когда люди проводили грузины, я к чему сейчас ты поймешь, да, очень хорошие торговые отношения были с грузинами. И грузины приходили, торговали. Это даже в советское время многие помнят. Они приходили, и вот они когда приходили, там находился, видать, то ли рынок, то ли какие-то места, и там всегда продавали или обменные пункты, не знаю, там, с друг другом товарами менялись. Базар. Очень много грузин было. И вот с тех пор, поскольку там были грузины, называют это место Гюрджи-Ари. Точно так же ингушам позволили поселиться в этой области неподалеку от Шалжи. Небольшой кусочек. Или я слышал, что вообще разрешили им там скот пасти. Галай-Ари. Но это вообще маленький пятачок, только 4 километра. Там даже небольшое место. Не более, не менее. Поэтому вполне возможно, и вот как раз еще в советские времена Маргашвили пишет, что очень много взаимопроникновений, то есть имеется в виду культурное. Но это глубоко не изучали в Грузии, у нас не изучали. Но они есть, и вполне возможно, или увидели наши башенные комплексы, или наш мастер, наш, я имею в виду, общий, да? Ну, чего, построил. Поскольку нету прямых доказательств, если там сказать чуть похожие башни, это все наши, мы не будем этого делать. Это неправильно. Потому что грузинские башни у нас, как похожие на наши, есть. Их построили сваны? Нет. Есть доказательства, что построили сваны? Нет. Что там жили грузины? Нет. Что это принадлежало сванам? Нет. Но, смотри, сам интересный момент. Когда мы начали изучать, я с грузинами работал, здесь в эфире, был студент исторического факультета Грузии, когда я ему сказал, что почему у сванов и у чеченцев очень много похожих слов, он сказал сперва нет. Я говорю, да, но я думал, он больше владеет информацией. Я просто сказал и забыл. Через месяц он пришел к нам обратно в эфир, он говорит, ты знаешь, я удивился. Минимум 200 слов, которые
совпадают и по значению, и по звуку, полностью произношению со сванскими. 200. Я не говорю, что сваны ногчи. Я не говорю, что ногчи это сваны. Но это говорит о чем? Взаимоотношения были. Хотя, насколько я знаю, с областью Сванети ногчи вообще не граничат. Не граничит, да. Говорю, да? Мы не граничим. Если бы это были тушины, понятное дело. Если бы это были хивсуры, понятно. Пшавы, понятно. Но ни с одним из этих обществ мы, имеется с ними не граничим. Почему у нас нет с мигрелами, допустим, таких слов одинаковых или там каких-то там адатов одинаковых? Нету. Ну вот это странная ситуация. У Хасана Бакаева немножко я видел по этой тематике. Но опять же, что мы можем сказать? Только по этой тематике хочу добавить, что грузины в основном это автохтонный народ. И нохчи это автохтонный народ. И все грузинские ученые говорят, что и грузины, и нохчи, они являются потомками Иофета, пророка, потомками Ноя, его сына Иофета. Ну, теорию Мара ты же знаешь, да? Вот от него Да. потомки Таргамаса, Кавказа, ну там и так далее и тому подобное. Что вот мы перешли оттуда, от озера Ван, где осела там Шумерия, Урарту, Хуриты, мы перешли, они осели там, мы чуть сюда, северная, центральную часть Кавказа, и вот так поселились там. Эти места, когда не были никем заселены. Ну, сейчас, как бы говорить, вот так. Поэтому мы знаем, что грузины в основном. Я знаю, что есть, мне очень много и негативного писали про грузин, в плане того, что как таковой грузинской нации не существует, что они все разные, что разные. Это не мое дело. Если они все себя называют, будь он Лаз, будь он, я не знаю, там, Мигрел, Сван, кто. Если он говорит, я грузин, это их личное дело. Если он там называет меня отдельно, там, допустим, или я осетин, или абхаз, он не считает себя грузином. Это их личное дело. Но грузины молодцы. Это небольшая нация. Сколько? 4 миллиона, да, всего лишь населения? Да, 5 миллионов где-то. Да. Около 4-5 миллионов, да. Вот. Они молодцы. Почему? Несмотря на разные языки, несмотря на богатую культуру, очень много всего у них, да, и позитивного, вполне возможно, и негативного есть. Они чувствуют себя единым народом. И они хотят доминировать на Кавказе. На Кавказе, заметьте, я не говорю на Северном Кавказе. Они На хотят... всем Кавказе. Да, на всем Кавказе имеется в виду. То есть они хотят, они имеются не враждебно, не агрессивно, там мы завоюем. Нет. Но они хотят показать... Привлекательными быть для других, да, конечно, народов. При создании какой-нибудь, я не знаю, может, кавказского общего там дома, не знаю. Но вот прослеживается в истории. Вот мы доминируем, потому что мы древние, более старше, мы более сконцентрированы, у нас более история богата, записи, архивные материалы. В этом плане они хотят доминировать. Не в военном плане. Там, я не видел, по крайней мере. Ну, в нашу сторону это не проявлялось, по крайней мере, к нам не проявлялось. Не знаю, что нас ждет в будущем, конечно. И они, начиная от запада, севера, востока, они говорят, все мы грузины. Это наша Грузия, там, Саакартвелу и так далее и тому подобное. За это им респект. Они молодцы. Они не говорят, я живу в Аухе, я акинец, я отдельная нация. Даже не шутят так. Они не говорят, я там живу, я не упрекаю. Я вообще вам говорю, чтобы было понятно. Ой, вы знаете, со Мелхеву я отдельная нация, со Тирову я отдельная нация, со Орству я отдельная нация. У них нету этого. Они этот комплекс неполноценности перешли давно. И они себя сегодня чувствуют как государство. Мы упрекаем, там, у вас были рабы, у вас были князья и так далее. Мы считаем себя лучше их. Но на самом деле для построения единого мощного государства наше общество не готово. Мы не чувствуем в себе единства. Это наш большой минус. На деле, почему? При любом запада, востока, севера, юга коллапсе
Даже наше общество делится сразу там на 3-4. Там появляется, ой, нишбяхкибу. У нас нету такого. Тоцаду мы сами своего накажем, это наше дело. Но для других, что тоцаду, нет, у нас нужно 33 человека поделиться, каждый со своим мнением, тхом отдельно ламру мадей, тхом отдельно тярк хуаймадей, тхогал хуайду, тхогюмс хуайду, тховидан хуайду и так далее. Это дебильная тема. Таким образом никогда не построить никакого государства. Ни с кем. Почему? Для строения государства. И самое интересное, изучая историю, история говорит, вам нужно единство. Бейбулат Таймиев, Шейх Мансур, Байсан Гурбиноевский, ой, Зелимхан Харачевский, все говорят, нужно единство народа. Только в единстве можно более обогатиться, становиться сильным. Но у нас нет этого единства. И нам не дают этого единства. Почему? Ну, я не хочу объяснять вам. Хотя я могу прекрасно это довести до всех. Понимаете? Поэтому, ну что за тупость? С гор Ламахты поселился в междуречье Терека и Сулака. Когда там никого не было, бегали олени, были леса. Он говорит, мы отдельная нация. Другой ночью уехал, допустим, я примерно говорю, поселился там в Пантисе. Ирва вале, из Лам-Ахты вале, из Харачо вале, из Дишни вале. Мы отдельная нация. В Иорданию уехали, мы отдельная нация. В Турцию уехали, мы отдельная. Это что за тупость? Нету столько наций, понимаете? Это тейпы, это, не знаю, вары, гары, это все есть. Но единый долг, что? Еще раз повторюсь, любой человек, который говорит, что мы не едины, вы должны понимать, с точки зрения любой науки, чтобы быть отдельной нацией, у вас должны быть какие-то характерные черты. Допустим, другой язык, другая культура, другие традиции, не знаю, там, адаты другие, ну, что угодно. Но у вас этого ничего нету. Ни у одного тех, кто говорит отдельный дубовчера, кроме небольшого диалекта. Все остальное одно и то же. Мелхидут харукш более строгий мод. Владец. Мелхидут гилкш ногчи масерду. Просто мелхи сохранили, тиру не сохранили. Дыш не сохранили, эшбатвы не сохранили. Этот бич есть. Почему не сохранили? Вот тут уже начал. Политические партии, деления. Кто-то крутой стал на Мерседесе, приехал, и все как эти бегают там. Кто-то там на вертолете прилетел, его оставили, перешли к вертолету. Вот это есть. Раньше этого не было. Раньше презрение было к толстым людям. Смеялись над толстыми людьми, ногти смеялись. Если человек был толстый, жирный, такой, как я, допустим. Смеялись. Нельзя было. Почему? Потому что непроворливый. Он не мог пойти на войну. Он пока на лошадь залезет, лошадь или умрет, или он убежит. Поэтому всегда должен был быть таким подтянутый, понимаешь, спортивным в любое время. Раз сел, пошел на войну. Или сдох, или выжил, пришел. Вот такой. Если мужчина ложился боком на землю, и у него пролазила кошка между поясом, то ему слава большая была раньше. И характеристика чеченца, горца, ну, молодого человека, знаешь, как говорилось, это давалось, она, что чеченец может жить в Сахле и носить рваный бешмет, но его конь и оружие может стоить целого состояния, да, там, целых табунов, дворцов, ну, такое отношение его к жизни, например, Белла, да, то герой нашего времени. Там он ему целый табун отдает, он ему сестру отдает свою за коня, да, то есть, ну, вот такое вот эти ценности, они как-то изменили у них. Кто-то сохранил, соблюдает, а большинство, конечно, взяли
вот эти самые уродливые западные ценности для себя выбрали. Я же говорю, сегодня, если ты будешь традиционалистом, над тобой смеются. А реально смеются. В этом нету никаких, как бы... А если ты такой крутой, там, не знаю, с челочкой, педикюрчиком, маникюрчиком, там, я не знаю, одеваешься в Зели, то есть если ты Зели или, я не знаю, Луи Виттон, назовите кого, я не знаю, какие бы ни были крутые фирмы там, ты на Мерседесе, ты считаешься, что это эталон. Увидишь Нокчу в национальном костюме, на коне, с саблей или со Стечкиным или Маузером, смеются люди. Они просто-напросто настолько потеряли ценности, настолько деградировали. Они думают, что наши предки нам... Какой отец, дедушка пожелает плохого своему сыну, внуку? Сегодня мы же знаем, что любой дедушка, отец, просто он может при людях не сказать это. Кровную месть моей, еще и Сарбе, а сразу Чирьяхам они обожают. Почему наше поколение, вообще имеется в виду, не понимают того, что насколько сильно они хотели добра для своих детей. А сегодня, когда ты видишь таких людей, смеются. Да, многие могут задаться вопросом, хай дейл, да, валлахи, биллахи, талайса, это балхари. As inokchi kuy üretsermabar. As inokchi dohar üretsermadar. As ilila dirmadar. Değil dus, değil o. Dat is goran atsasum, goran kakitsum. Хунд эч, сот эха айц говори бук саттан хуешь. Потому что по сути своей тяжбусо. Но, если без шуток, это ничего плохого в этом нету. Это нужно. Многих заболеваний не было у наездников и так далее. Но наша культура не делает нас хуже. Да, со стороны агрессивно, конечно, Бошлам, у меня товарищ Акинец из Лилин-Аула живет в одном из регионов России. Я недавно его спросил, ты в курсе, ингуши говорят, что вы ингуши? Он сказал, да, так он поклялся. Ну, говорить может, конечно, они могут, не в обиду, конечно, но это не Башлан, я тебе другое скажу. Например, среди... Руслан пишет. Башлам, лезгины и ингуши это автохтонные. Лезгины народ автохтонный, вне всякого сомнения. Что касается ингушей, ингуши это то же самое, что и мы. Например, я ролик видел, Никарх. Хала Баган 5000 ингушей, среди ингушей, оказывается, 200 лет назад, говорит, Шайдей Окудар Хаббел БЛ, Никархой Бук 5000. И говорит, около 1000 Никархой среди кабардинцев живут, говорит. Мы, говорит, знаем, говорит, общаемся. Я у одного галаевца спросил, ну, мы разговаривали с Лулха, Юртер, что означает Орство? Он говорит, это военно-политический союз нескольких тейпов, говорит. Орство. Абсолютно верно. Галай, Ялхарой, Тичой, они говорят, это был военно-политический союз, который собирались, и слово Орстхой означает Орстхо, Орстдел Эльчик, Тходу Олуш. Это говорит, это не... Да. То есть вот это. Привезли персы, когда построили Кавказскую стену. Да, Аллах, да, что ты рассказываешь? Лезгинов? Лезгины это и есть леки, потомки, точно так же считаются младшими братьями Кавказуса. Не надо рассказывать сказки про лезгинов. Лезгинов это внук, леки. Не было даже тогда, когда были лезгины. Так что не надо. Внук или правнук Ноха, алейхиссалям, пророка. На что они говорят? Дербенту 5500 лет. Это лезгинский город, древнейший город в мире. Вот эти. Я тебя хотел это самое Башлам.
Вот смотри, меня это навела одна история на мысль. Вот эти наши солнечные Малхчуртш Олицуна и Малхкешнеш Олцайра, вот эти солнечные могильники, да, где это мы якобы до исламского времен, что это были, мы там хоронили. Да. В общем, там один исследователь, это связано было с этим, я его имя не помню, но у него ролик есть, он вот этот чеченский ковчег, он там занимается, он старый человек, и он говорит, послушай, я просто сопоставляю вот эти разные рассказы. Он говорит, что я вот, говорит, провел ночь, говорит, в этом могильнике, говорит, и он, говорит, у меня, говорит, какое-то непонятное особое состояние, говорит, было. Ну, он не мог объяснить, да, что происходило в нем. Потом у меня вот такой вопрос. Если эти были солнечные, эти могильники, кости куда делись, если там столько много людей было похоронено? Может быть, это не были солнечные могильники? Может быть, это... Это сразу я хочу, чтобы ты дальше не продолжал. Во-первых, склепы в солнечных могильниках, скелеты до сих пор есть. И они существуют. Ну, немного их, немного. Что касается... Ну, много нет. У нас черепа воровали во время второй сейчас чеченской войны. Солдаты воровали черепа, из них делали разные эти... банки, склянки, забирали, чтобы начистить его, чтобы покрыть лаком и декоративно использовали. Ничего удивительного в этом нету. До сих пор солнечные захоронения в могильниках в Итункалинском районе тысячами находятся кости наших предков. Когда я спросил, имеется не религиозник, он объяснил, что нельзя, потому что они нельзя, во времена джахилии. Поэтому эти кости есть, их воруют, забирают, из них делали, я лично то, что видел, скоростной рычаг делали из костей ноги там, или забирали черепа, все поворовали, а не мы, не Нохчи имеется в виду, те, кто приходил, то там на протяжении долгих двух этих войн уносили, все забрали. Утварь нету, я имею в виду о чем. Что касается могильника, им 2000 лет, они доисламские, никаким образом они быть не могут. Им 2500 лет солнечные могильники захоронений. Есть еще гротовые захоронения, которые намного, как говорится, старше даже, чем солнечные. Хотя наши ученые почему-то говорят наоборот, ну да ладно. Обычно вот эти в скалах, то, что хоронили вместо нашха, ты, может, видел, даже цатбот, веткашка, ира, шка, вот эти... Где хоронили, потому что малоземелья и хоронили. Это древние ключи. Поэтому тут ничего удивительного нету. Нет. У меня другая мысль, это самое. Я хотел это тебе с тобой это, посоветоваться, поделиться. У меня возникло, знаешь, по крайней мере, что касается тот, кто не считает себя там отдельная нация или сейчас Гаудуба, это их дело. Все, что находится за пределами Чечни, я не могу ничего сказать. Но еще раз говорю, я могу поклясться, любой человек сейчас, если он мне научно докажет, что это отдельная нация, я признаю это. Если я докажу, не то, что докажу, я могу положить руку на Коран и поклясться именем Всевышнего Аллаха, что уарство это часть единого Нохчи народа, и что они ничем от нас не отличаются, как и уарствхай, мелхи, тируай, любой из них, любой, я могу довести. Так, Дербент чеченский, это от Илаши, смотри, не надо от Илаши, смотри, слушай, ой, город, прошу вас. И вот эти версии оставьте Всевышнему. Он никакой не наш, что Нух поймарит, я иногда алик шунцаля,
نقشي بوب نقطة مرتاحة دوي بوش أقلتش حسن حسن كوتش شدو سكوتش شدو دات نقشي بوغ нах и чи нах народ чи человек олит одеждош. А что народ Ноя, что от этого произошло. Грузины говорят, другие говорят, что мы вот потомки Ноя, а что не богдаться. А дербент ночью. Мадите, хунш, мадите. От и. Ой, яц. Ой, когда-то до дербента Чечня, Лязин, Хилархи, мадите, юш. Ой, ой, егатуачу. Ой, егларца, ой. Лырца, ой. Хунт, ача, сялган, буквально, коди шахал, и пал хильчхена. Сюэцана сколько нас, посмотрите, остались единицы. Где вы все воины? И что Кизляр воювал, Мегарду, Саратов воювал, Мегарду, Франция, Ницца воювал, Эларх воювал, Шедик ашлардяшта. То авухлю воюем. И хинс воюет там. Я сегодня на государственной границе Дагестана. Ой, дик лырца дой. Роз ран кыршу кали глатах усобарди. Карабах хейну. Хейну Карабах. Имеется в виду Нахичевань. Вам приводит столько косвенных доказательств. Там армянчи юй, азербайджанчи юй. Воюет. Ну, ой, орма что тебе? Ду. Так, ой, ну бах, юш дац и. Ой, маба, дербет, я говорю, шеймуах кларбайш ногчи, дина душ, диаба диабш, тошадеш саду, ногчи вац эл гуйнюкир, аддилна буй, херду майн, аввала науас, аввала нук, хаввале, ана аввала де да, шушадеш ногчи шука, астамуах биш, вай цак дат, вай цид алва, вай цак ду, вай муах цак бу, вай шайг, вай цак ду, хамунхул аддилна, цун абиснитеш, дербет. Ты мангишла кейца двоих. Шейца дек лырдие. Арах дек гатса лырдяш. Хар тхаю, да, ит ало, тхаю, хуня пирамидич, тхаю. Ой, хотя бы с малого своего реального хит ключму соши, ой, барт хилар, ой, цак хилар, ой. Да мотать. Вот этот инцидент в автобусе произошел. А усишь? Хули. Цак ши уахе муниатин. Чечен Мубаса достойно в войнах объяснил чечено говорящим мне соволче хавола алейсин из достойно в войнах их соволче хавола алейс с эфире хаволи сун гайтай сун доказать нет соцал. Вы сидите у меня и говорите, здесь нет, у наркомана нету национальности. Речь не шла о национальности, речь шла о культуре поведения, об исламе. Вот о чем речь шла. Но раз вы перекинули чечено говорящий шудук, это зуд чуна бяхтба шухауси, это зуд бери сидой шухауси, это кантана бяхтба шухауси, и дючерк бах шунас. Хуняди идери, вожмун цадери, харун цадери, а шудина хауси штак. Оqwaqoshi. Yak yosh bush, yak am dish bush, yak omant ikhutr bush bu. Khut shwek. Khiz that's dik. Khiz that's abis. Бакчат алишдал, бакчат алишдал, но по крайней мере, хил хумадоч, кастин хумадоч, вахид, своих посадили на место хуняди. И шеш даэл. Хадакин. Хохатсу, харду ал. شيء يحدوش بكراني ميرا أوديو زابيش تقرأش حاول واقع عزل صون هرا خيط هون عشت هون هو الخيط وينش بيحكي بون على حقبل وعليكم السلام إف يريدوا لحق ليش داك تعمو أوديو زابيش دايعتين وقع خزخيتين إزرشكار رسكي نوتينا هون يادين هردوي هون يادين я не говорю поднимать это на уровень межнациональный но по крайней мере нохчал хилца есть. Мархи, вот ты дынный наш дючь, да, вообще им питывай, им дючь само да, хилца есть анкипа.
Вот и все. А Бог самая национальность. Но адвокат, и Элля, Эрсун, и Эльчу, да, сихабу, да, дик, сихверча, да, дюка, духарду, ошбешбу. Оман цеца яхша, хо и далук швала. И обломатю, асер записью, да, кочер, це юеш, цошие це элон. Тюмсани, болчерцани, я связиваю, ала, эрвай, мудр там были наши поведения, хуняды. И укамяду, дяшли. Да, иш цадизизм, тут дальше. Даже если иш поведение иш дербош, он камилста, вахинула, а муадиш дергаем, хот иха, خوينيخ ولا خوينيخ بوش كميوش تاس مدشو هو العزم ويمارخي بو خوينيخ يشو يقميوش مدير هذه اخوات بورشتك بورش ولا هو وان شويه провокации شنو الكوتش يا متسويزيهم يتبخ ويلش باتر تقعد واسر الدري سوريلا الدرسي نوخشيلا الدرسي غلغايلا الدرس يا عودي اسمارخي بطا عشان نورمالنا ليل خزمدات الدر بس يستير بيات بلع يعني утверждает что боцим хатмахай это yok зучуна цахли хатмахай асбог кудо кастин хумадат далистин таламбат бин вахошина сондер чукуш итролик айтисү таролик айтисү тре итролик айтисү хуняды вайхне хавуласта хавуле хокка харик шун эфир шун хаба шуга شنو resolution يبقي برت بو بغات بو وين ياخي برت بو تحدى وات تعني يبقي برت بو وين اخي نيتو نوخشي بو روغابو خوكشوا تيل تامو وات وين اخبا يوش ما تسوقع نوخشي بو روغابو غاسكشن حلقة вот мы وين اخي эльдера а здесь есть нокши есть ингуш. Все. И мы сами можем поговорить. А что? Он чего его сейник бяхки вола. А свой эльду. Ваца. Ну, адвокат, что юқи хеттен. И дуаш юқи кульша. Вайца дуй хош. И киетам хелмабезе. Вайца дубахле. В первую очередь. Вайбусум калдиз. Так, вайвайне. Адач диси. Адач цак мадуй. Шун хиетан хразный. تعدو تعنا تأتى وش يقش بالأدوكات دخل بول إبياس بول زيد هذا جنيه دوك يد بعدين هم ده لا بشام سوم وينش بيحكي بوبوش ور سوم هوش بيحكي بوبوش نسام ديل إيش نسام ديل شو 99% تيبقى خوش تيك بقصة هالشيء يبقى غير я написал статью одним из первых и сказал, виновники должны быть наказаны любой национальности. Наркоман не имеет национальности. Я же написал это. И дальше были какие другие видео, выступления, обращения НСИ, не обращения НСИ. Я ничего не публиковал. Если старшие решают, сказали, что мы будем там старшие, кто там решает, или кто-то, кто может это решить. Не нужно давать лишних комментариев и кого-либо обвинять. Но у нас появились свои комментаторы, адвокаты, которые начали обвинять своих сестер, своих братьев ради мнимого, опять же говорю, мнимого. Почему? Потому что это именно мнимое мнение. Яц элхит еще не мнимое. Скажите, что это не так. Мнимый яц настоящий. А как я вам приведу свои контраргументы и попрошу решить вот этот вопрос. После этого мы на самом деле будем едиными братьями.
Мораторий заключили, нарушили. Кто? Ногчи нет. Второй раз заключили мораторий. Кто нарушил? Ногчи нет. Третий раз нарушили мораторий. Кто? Ногчи это сделали? Нет. 3 раза. Если не ошибаюсь, за последний, вот с 18 года, 23-й был, 5 лет прошло. 3 моратория было. И каждый мораторий, ни один из них ногчи не нарушали. Первым. Что за мораторий был? Это то, что все, каждый занимается своей историей, никто никого не трогает, не рассказывает, не лезет. Мы ваши башни, вы наши башни, вы к нашим тейпам, мы к вашим тейпам. Граница по справедливости распределена. Ногчичу, голачу. Все. Мы трогаем ваших национальных героев, вы не трогаете своих наций. Вот так. Это был мораторий. Вы не трогаете наши власти, мы не трогаем ваши власти. В историческом плане хотя бы, не говоря о политическом. И кто их нарушил? Мы. Дейлгах не нарушили. Валлахи не нарушили. А с каких это пор идет? Если Асбаб, для меня любой норнеец, он не имеет национальности. Он не имеет национальности. Человек, который клеветает и врет, и тянет чужое на себя, он норнеец. Он рассказывает сказки. Он показывает несуществующие, то есть без автора, без кого-либо. Карты, марты. Ну, то есть же, я вам показываю, этих фейковых картов просто-напросто. Ну, сейчас, подождите. Сергич Гейтл, пока что Айсал. Давай, Уланцо, Баслам. Арвакасо, давай, я выхожу тогда. А Гайда я посмотрю, давай. Ассаламу алейкум. И валейкум салам рахматуллахи ва баракатуху. Так, это я, Айса. Так. Все. И Луиза, сестренка, задонатила. Луиз, ты сегодня 3-я, да, Лукьяхвел, да, Саавел, поддержка канала. Сейчас я постараюсь вам показать одну из таких карт. Вот посмотрите. Этот человек именитый, меня увеличит, именитый историк Сюли. И он показывает карту, посмотрите. Эта книга вышла недавно. Авторитетный общественник, историк и всея Дагестана ушел. Вот, очерченная черным, видите границы? Это, говорит, это существование аварского нуцальства. Это все, это половина Грузии. Это большая часть Чечни и Ингушетии даже, если я не ошибаюсь. Все они, говорят, нам платили дань. Это были под нуцалами, хоцалами, муцалами, которые все вот держали вот это. Как вот мне говорят, норнийцы, вот скажите мне, вот это что? Вот это произведение Малевича, я не знаю. Нету ни одного документа, несуществующего государства. Если бы на такой огромной территории, вот сами подумайте, сотни тысяч ученых Грузии, Армении, Азербайджана, Ирана, России, вот все государства, которые, вот очерченная местность я вам показываю, Адыгов, 1000 ученых. И ни один из этих ученых не видел такого огромного государства, которое они указывают, где бы управляли нуцалы и сфера влияния подчинялась бы им. Не было такого государства на Кавказе вот такого формата. Это 70% всего Кавказа. И северного, и западного, и Закавказья. И он говорит, это управляли нуцалы. Хоцалы, муцалы. Ну скажите, после этого что ты напишешь? Он напечатал, не знаю, 1000, 2, 3 тысячи книг. Напечатал, вот посмотрите на эту Байду карту. И люди возьмут, прочитают ее и будут потом клясться, божиться, что их государство и что вот это, все это принадлежало им. Вот о чем я говорю.
Вы мне говорите, что кто такие нарнийцы, вот ты занимаешься разжигательством и так далее и тому подобное. На что ты там тратишь, если кто-то там задонатит, вот ты или там ролики снимаешь там или и так далее и тому подобное, или просишь у кого-то там, тебе проплачивают. Вот такие вот сказки, чтобы тысячами распространяющиеся в интернете, в книгах, чтобы были люди, которые опровергнут и скажут, что это ложь, чтобы нашим детям завтра и послезавтра не пришлось идти войной, или враждовать, или проливать кровь. Пока это сейчас свежо, надо это опровергать. Это не бред ни одному человека, который взял, написал у себя на аккаунте это и оставил. Это напечатанная книга, которая 500 штук, 1000 штук разойдется. Вот такие же Филькины грамоты были напечатаны и Абадеевым, и Нурдином Кадзоевым, да, Гештуацун, Аллах, да Ильшади Кушуй, если он был причастен. В 2001 году и так далее и тому подобное. А это сейчас вышло. Ну, понимаете, вот о чем речь. Если вы скажете, а если у нас это, нету такой книги. Нету у нас ни один историк, ни Яуз Ахмадов, ни Хасан Бакаев, никто, вот кроме как Гумба и то не Новчи, Абхаз, валикум ассалам, ни один чеченец, вот даже в поисках национальной идентичности, насколько я знаю, Сигаури, и их не так много, ни один человек не пишет о великом чеченском государстве, достойный историк, исследователь не пишет, затрагивая чужие регионы. Ни один чеченский историк. Покажите такую книгу мне. Мы можем говорить о принадлежности к урартийцам, хуритам, но мы не говорим, что область Урарту или Хурита или Армения принадлежит чеченцам. Нахичевань, хотя это в принципе от Нахчи там настолько близко. Город Нахи, который находится в Азербайджане, где считается, что Нох Пайгамбар оттуда произошел, алейхиссалам. Мы же не претендуем на это место. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы не говорим, это наше, это нету таких книг. Мы приписываем географически, мы не приписываем себя к этому месту. Мы говорим, что мы там были какие-то взаимоотношения и так далее и тому подобное. Но мы к себе этого не приписываем. По крайней мере, я из наших историков ни одного не видел. Чтобы кто-нибудь сел там из там Сюли там, или Галлы или Хирии, сели бы, которые начали говорить. Единственный, кто у нас есть, это Хизриев Хаджи Ахмедович, да, Луквахоля, не знаю, он сейчас. Его монография, которую он написал об Аланском царстве, единственный аланист. Может, то, что он написал, кому-то не понравится, но он даже в этом случае, он доказывает версию и говорит, что мы входили в единое Аланское царство. Все. Но больше нету таких людей. Гилани, алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Все хотят что-то узнать новое, важное, значимое, опубликовать, показать. Да, было бы неплохо. Некоторые просто из-за буквы Ф целые книги пишут. Да, место для гордости, конечно. Ну и все-таки. У нас этого нет. Мы, как ни странно, чтобы никого не задеть, и никто не сказал, что чеченцы сами написали о себе такое, мы, чтобы нас не упрекали, собираем грузинские, армянские, русские, немецкие, арабские, турецкие источники. Везде о себе собираем. Везде кто-то где-то о нас написал. Нигде нас не указал трусами, нигде нас не указал там какими-то малохольными, данниками вечными, рабами. Нигде этого нет.
И все прекрасно знают это. Хорошо ли это, плохо это. Называйте это чеченским национализмом, как вы любите это делать. Но это не национализм, это патриотизм, любовь к своей родине. Возможно, я не такой богатый, как вы. Возможно, я не такой умный, как вы. Многие, кто упрекает это. Но, по крайней мере, я пытаюсь своей работой показать любовь к своему народу и к своей родине. Уважение к достойным соседям и никогда не лезть на чужую территорию. За всю историю, которая у нас на истории существования, нету такого, чтобы ногти посягали на чужое. Если какой-то тейп или тукум или кто-то, часть нашего народа отъединилась, это не обозначает, что они должны перетягивать все, что есть наше. Я не говорю о новейшей истории. Я не говорю о, ну, хотя бы за 17 век. Вот после 17 века, после подписания этих договоров, разделения нас там, да, пожалуйста, ваше это ваше, наше это наше. Но до этого ваше это наше не было, не было. Это единая история. Не надо говорить, что это было наше, вы воруете и так далее. Вы не представляете, сколько мелодий, сколько... Если бы я сегодня сел и начал бы писать это фейк, это фейк, это фейк, на годы вперед, есть моменты, где можно сказать, что это фейки. На годы вперед. Потому что, как минимум, в году 365 дней. Собрать 365 фейков вот так. За месяц могу собрать. Если не 500 их. Каждый день по одному фейку публиковать. Понимаете, о чем я говорю? Если каждый будет заниматься своей историей, хорошим взаимоотношением, то есть мы можем сделать, смотри, захотел там брат Ингуш зайти, поговорить, как ты считаешь, как я считаю, пожалуйста. Я же не лезу в ваши взаимоотношения, там, допустим, с осетинами. Мне дела нету, я не буду вмешиваться в это. Но наши общие истории, если мы между собой поговорим, и люди об этом услышат в таком формате, это интересно будет. А если ты пойдешь вылизываться там перед грузином и говорить, это не чеченское, это наше, ну ты себя показываешь в унизительном положении. Я же не говорю этому грузину, напиши про нас. Грузин сам нашел, написал. Армян, сюли, адык. Если он написал, не надо ему идти и писать комментарии, это на самом деле они такие, они сякие. Не надо. Потому что вы не знаете, что пишут о вас, и сюли, что пишут о вас, и гыржи, что пишут о вас, и так далее, и тому подобное. Везде не успеваешь. А если ты занимаешься наукой, чем больше ты находишь, не бывает времени даже для собственного устройства жизни там, и так далее, и тому подобное. Поэтому к многим этим вещам нужно относиться исследовательски, с интересом, не упрекать, не оскорблять и подводить людей к этому с точки зрения, хотите, можно в истории о исламе говорить, о географии говорить, о наших адатах говорить, культурных ценностях, башенных комплексах. Я упомянул башенный комплекс. А у вас есть разве? Это мы же, это АОА. Нет. Нет. Если вы не верите чеченским, допустим, ученым, окей. Вот что бы ни говорили, это же ваши там сказочники чеченские пишут. Чтобы этого не было, мне приходится приводить вам и грузинов, и армян, и русских, и терских языков, кого угодно. Но вы потом упрекаете, что я якобы говорю вам, там, рассказываю кафирские истории. Понимаете? Поэтому нужно быть поскромнее немного и говорить
культурно взаимодействовать между собой, культурно. Сегодня я как-то давно не встречался с вами, имеется в виду, и эфир, стримы не проводил. Но я хочу сказать так. Наверстаем, сделаем. Немножко проблематично, немножко сложно, тяжелые для меня пока, по крайней мере, в экономическом плане моменты многие. И я, как вам сказал, будет немножко небольшая возможность, я постараюсь выйти. Нету этой возможности, я, по крайней мере, буду делать, работаю и публиковать ее по нему. Сундереда Аллаха, не думайте, не бросил, не оставил, там, все вещи, которые там тебе не заплатили, ты не сделал, нет. Просто есть моменты, которые не так их просто объяснить. Так, пишите, скидывайте информацию, директ, WhatsApp, историческую, географическую, карты какие-то, которые мы не публиковали. Но еще раз вас хочу попросить, очень прошу вас, когда я публикую тексты или исторические документы, прочитайте. Это буквально 3 минуты у вас займет. Но инстаграмная страница это вообще ни о чем. Имеется в виду, там же коротко все. Это не стрим, который я сейчас уже веду, 3-й или 4-й. 3-й час, кажется, или нет, 4-й час. Это не так. Прочтите, что ты имеешь в виду, или что там вам нравится, не нравится. Вы приходите, Сони Хазир Башлам, но я же об этом напечатал. Посмотрите. Каждый наш, смотрите. Хаусиш дела в 19 веке, 18, 17 веке. А территория около. Войнохчи шахар душун дясич, хоклямнишка хар душун дляцлюч. Хар важно, духар. Я же не закидываю, что не важно. Если бы там я закидывал, извините, каждый день какие-то, не знаю, девушек там, сделал бы левый аккаунт там с красивыми, не знаю, извините за выражение, фигурами, или закидывал крутые тачки, вы тысячами бы смотрели, лайкали, я не знаю. Но остальное, что не важно, вы думаете, это просто если вы отказываетесь от этих вещей, я боюсь, что завтра у нас не будет никакого будущего. Я уже не говорю о построении какого-то там государства или что-то свое сделать, что-то говорить, создавать политические партии, сотрясать воздух вы будете. Но ни одно государство политическое, географическое, государство невозможно без людей. Невозможно без единства. Рано или поздно эта конструкция и эта модель, назовите эту модель экономическая, там, любая модель, ладно, не буду я продолжать, чтобы от греха подальше, она не выдержит той нагрузки времени и пойдет, треснет, развалится. Этого нельзя допускать, этого нельзя позволить. Мы, Нохчи, не можем себе позволить этого. Нас мало. И все, что у нас есть, это наша Родина, наша география, история, культура. И если вы будете относиться к ней халатно, то завтра ваши дети перестанут себя чувствовать, перестанут говорить со сайкомом, канту, со нохчу, со ях, везденгал, со деймахбу, со ламбу, со баую. Вот этого у нас не будет. Будем ванями,
Петями, Николаями, я не знаю, Рустамами, Фурстамами, каким-нибудь Акимами, Беками, Ханами, любое берите, не знаю, неизвестно завтра, послезавтра у кого окажется Кавказ. Ну, что точно вы не будете представителями своего народа, потому что если отцы и матери не могут передать важное своим детям, то ни Ваня, ни Иван, ни с Москвы, ни с Махачкалы, ни с Тбилиси, ни с Назрани, ни с Нальчики, ни откуда не будет переживать от того, что есть Нохчи, нету Нохчи. Подумаешь, раскинуть территорию между оставшимися, кто более патриотичен и более переживает за свой народ и за свою родину. Раскинут. Вот тогда вы будете очередными Сюли, Галга, Хири, я не знаю, Мюжги, кем угодно, Гюрджи. Но Нохчи вы точно не будете. Задумайтесь над этим. Много ли людей? Конечно, сидеть где-то там, всех бы покритиковать, все плохо, все это. Да, было и хуже. Я никуда не уезжал, я не был ни беженцем, я с первой войны, фактически со времен этого, когда оппозиция там воевала, с тех пор я дома, как и вы все, многие, я хоронил и близких, и родных, и бомбили, и взрывали, и все видел. И голод, и холод, все. Но у меня хватает мозгов, чтобы этого больше не допустить. А у многих не хватает. К сожалению. Мы не можем быть обществом потребителей просто. Мы не должны быть обществом потребителей только. Конечно, новый iPhone, хорошая машина. Я вообще без машины, я вообще говорю, как таковой, да? Разве мне не хочется? Аллах, хочется. Без хороших людей, патриотичных людей, любящих свою родину, своего народа, не будет хороших врачей, хороших юристов, политиков. Если ты не любишь свою родину, ты будешь обычным потребителем, который за копейку поедет, оставит свой народ, он будет жить где угодно, только чтобы ему платили бабки большие. Но эти большие бабки, куда бы ты ни поехал, ты там никому не нужен. Тебе нужно вернуться домой. Ты вернешься домой со своими большими бабками. И тут те, кто не может позволить, твои родные, их будут лечить. В этих больницах, в этих школах. Те, кто не был так же профессионален, как ты. И что они сделают, и какое поколение они вырастут, это в первую очередь вина тех людей, которые был любителем и потребителем, общества потребителей. Вы знаете, я много раз приводил вам пример, касающийся Японии, Южной Кореи и Германии. Разве немцы после того, как разбомбили Германию, когда она проиграла, когда она должна была выплачивать огромные репарации и контрибуции тем государствам, против кого она воевала, разве немцы уехали с Германии? Я говорю о большинстве. Нет. Японию бомбили ядерными бомбами. Разве японцы уехали все? Оставили Японию? Нет. Разделили Корею на южную и северную. Разве корейцы оставили все и убежали? Нет. Я привел вам 3 государства, наиболее самых эффективных, экономически развитых. Не считая, сейчас не религиозную тему, прошу вас, не затрагивать. Они завязали туго свои пояса
и начали учиться, работать, не доедая, голодая. Сегодня Германия, Япония, Южная Корея — это фактически одни из самых экономически развитых государств. Не надо мне про 1,5-миллиардный Китай говорить, про США, сброд всех народов. Не надо мне про это говорить. Я вам говорю про национальные государства, конкретные, которые тысячелетиями достойно существуют. Разве они отправляли лучших своих ученых, медиков, физиков, химиков, людей, которые любят свою родину, отстраивать другие государства? Нет. В первую очередь они сделали это у себя дома. Сегодня немецкие машины одни из самых лучших. Сегодня японские машины одни из самых лучших. Сегодня корейские технологии одни из самых лучших в мире. Скажите мне, а что у нас? Что у нас? Я не говорю всем там, это сейчас не об этом. Если ты любишь свою родину, ты лишний раз не выкинешь бутылку на улице. Постарайся поправить что-то там на дороге, сделать там, здесь, помочь, чтобы облагородить свою родину. Хорошо, у тебя нет здоровья, нет возможности. Сегодня есть технологии. Объединитесь вокруг тех, кто... Покажите, по крайней мере, любовь к своей родине. Когда вопрос идет о территориальной целостности, культурной ценности, о чем-либо другом, даже в этом, если не можешь физически, финансово, умственно, если ты даже не знаешь, но вы не хотите этого. И это наша проблема, это наша ахиллесова пята. Взрослые, может быть, меня и поймут. Но молодые многие не понимают этого. Старики шагу был, они болтают, они думают так. Но мне тоже было когда-то 20 лет, да? 19 было, как вам. И 15 было, как вам. Понимаете? И в то время я любил свою родину и пытался что-то изменить. Я не говорю, я не гордюсь, валла не гордюсь. Не об этом речь. Стремление, может быть лучше, любить своего брата, без разницы мне. Мелхи, Уасту, Платирова, Эхкой. Это моя кровь, это мой народ, это моя родина. И я их никому не отдам. И я обязан бороться. Ну, после, само собой, единобожия, то после того, как мы все мусульмане, это неоспоримый факт, мы не об этом говорим. Мы говорим о других вещах. И если он Мелхи, Тиро, Уарство, Эхкей, без разницы, Дишни, Гигуно, если он любит мою родину, свой язык, свою культуру, он мне ближе по духу, он брат, он тот, на ком будет держаться завтра наша родина. Пафосных речей, крутых, там, ладно, не будем сейчас об этом. Все заканчивается. День сменяется ночью, молодость сменяется старостью. Когда вы уже доживете, многие молодые, которые не понимают, доживете до определенного возраста, и вы утром проснетесь в чужой республике, в чужом государстве, я посмотрю, какие крутые тачки у вас будут, какие крутые дома у вас будут. Не будут. Отберут. Своруют. Упрекать будут. Этого всего не будет. Если у вас не будет единства со своим народом,
Знаете, окончание нашего эфира, 2 минуты, да, и я заканчиваю. Если я не ошибаюсь, это сказал Цезарь, кажется, сказал. Если вы не будете кормить свою армию, вы будете кормить чужую. Это афоризм, если я не ошибаюсь. Кто-то говорит, Цезарь сказал, кто-то говорит, Наполеон сказал. Смысл не нужно объяснять. Если вы не будете кормить свою армию, то вы будете кормить чужую армию. Если вы не будете любить свой народ, вас заставит любить другой народ. И вы будете посрамлены и наказаны как Всевышним Аллахом, так и тем народом, который оказался более единый, который Янт Бандеев. Афяпи не твой, братья. Что за вопрос? Вяпи, если ты про Вяпи говоришь, сконно ногчи, тайп, мои братья, моя кровь, мой народ. Сейчас к чему этот вопрос, я никак не понял. Я разве про Вяпи что-нибудь плохое сказал? Или где я там сказал, что Вяпи, тем более Вяпи, которые являются ближними кистинцами, как я могу сказать, что они не мои братья, и что у меня нету презрения ни к одному тайпу, ни к одному вару, гару, тайпу, димту, тухому, иначе говоря, к народам соседям. У меня нету ненависти. Нету этого. Поэтому задумайтесь, подумайте, просмотрите, распространите, приглашайте больше нам подписчиков, делитесь. Вот что нужно. Я понимаю, я не могу, конечно, как шутить вам, там, эти всякие там суматух, там, и так далее. Ну, как наши юмористы, ребята, конечно, превосходные, красавчики. Ну, их ролики расходятся там, да, как пирожки. Я понимаю, что юмор нас очень сильно любит. Или юмор, или хайрам у нас разлетается. Мы очень странный народ. Мы говорим о независимости, о государстве. Мы можем друг друга убивать из-за этих политических зрений. Но нету единства. Нет единства. Любви, единства, не политического, единства народа нет. Так, как оно должно быть. Любви к родине. Вы знаете, есть такая болезнь, Плюшкина их называют, да? Люди не самые лучшие, конечно. Я пример приведу. Это люди, которые собирают всякие мусоры, разные игрушки, там все собирают в квартиру, они как бомжи такие. Это болезнь. Плюшкина, кажется, называется. Но они все тащат к себе, в своей квартире. Все, это мое, это мой мир, это все мое. Ну, такое же понятие должно быть. Не в плане мусор таскать, а в плане патриотизма. Увидел технологию, ногчи чуаму ерертеши. Увидел что-то хорошее, ногчи чуаму диртеши. Сацахму диртеши. Мост, здание, завод, книга, глобус, лампочка, что-нибудь. Это все должно быть. Увидел к нам, ни наркотики, ни проституцию, ни алкоголь, ни героин. Я не про эти вещи говорю. Этого сюда тащить не надо. Этой дряни тащить не надо. Я говорю о полезных вещах. То, что может вылечить вас, ваших детей, вашу мать, отца, дедушку, бабушку. Что может облегчить им жизнь. Что может спасти их от землетрясения, от огня, от болезни. Вот о чем я говорю. Улучшить жизнь, сделать вашу родину. Вот вы едете в Италию. Зачем? Крутые шмотки,
Венеция, красота, 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 реки, гондольеры. Франция, это парфюм, одежда. Ну, вы создайте что-нибудь у себя дома, чтобы другие ехали сюда. Сказали, Нохчи умеет и воевать. Они умеют. У них и хорошие спортсмены, у них есть и это. Вот об этом. Тогда, когда будет плеяда интеллигенции, патриотов и всего остального, тогда уже можно говорить о каких-то политических воззрениях, высоких материях и так далее и тому подобное. Ну, все оставив, сразу перепрыгнуть. Раз, два, три, четыре, пять слоев оставить, сразу перепрыгнуть на голову и быть такой, это невозможно. Ну, невозможно. Это потерпит фиаско будет. Ладно. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Приглашайте нам побольше подписчиков. Распространяйте ролики, видео. Нам нужна аудитория, которая любит свою родину, пытается изменить ее в лучшую сторону, делать что-то хорошее. Всем огромное спасибо. Ибраим, у нас отдельное саламду. Брат Ваха, твоя тренога, как говорится, дошла до меня. Теперь у нас более или менее, как видишь, стандартно стоит телефон, экран. Он ДРС, ты поддержал меня. Брата Шаха тоже огромная благодарность. Сегодня 3 человека, 1 сестра и 2 брата поддержали наш канал. Вам отдельная баркалла за то, что поддерживаете, не забывайте. Без вашей поддержки наш канал бы, как вы знаете, маловероятно даже, что была бы возможность вести наши эфиры. Всем огромное спасибо. Завтра постараюсь сделать эфир. Не обещаю, но постараемся сделать. Вопросы, пожелания, все остальное пишите в директ. Обязательно ответим. Я в заключение хочу сказать. Я прошу прощения ради Всевышнего Аллаха. Если я кого-то обидел или задел, я прошу прощения. Я никого, ни фамилии, тейпы и так далее, никого не хочу не обижать, не оскорблять. Я прошу ради Всевышнего Аллаха, простите, если я вас каким-то образом задел. Если я что-то неправильно сделал. В первую очередь, мы пытаемся рассказать историю, трактовать ее такой, какой мы ее видим, и от нашего народа. Я прошу вас прощения заранее, если я каким-то образом вас обидел и задел. А остальных я жду себя в эфире. Приходите, отправляйте запрос в Инстаграм, Ютуб, Телеграм. Все у нас есть. В Рутубе, везде мы есть. Просто наберите bashlam.39. Свой сайт есть, все есть. Хотите в эфир, хотите подискуссировать, отправляйте запрос. Мы в эфире. Пятница, суббота, воскресенье. Или 22:00, или 23:00. Вот с этого времени проводим стримы по мере возможности. Всем огромное баркалла, адекюэль, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Башлам.